у нас такой формат, мне кажется, что он интересный. Формат такая семейная терапия называется. То есть, когда семейные пары, ну, мы же можем так назвать, да, друг друга, обсуждают вопросы, проблемы подростков, воспитания. Вообще, нас все интересует, все, что связано с детьми. Пускай это будет образование, пускай это будет какое-то внеклассное обучение, какие-то кружки, какие-то что-то. То есть вообще весь опыт, который связан с детьми, нас в принципе интересует. Я думаю, что каждого родителя это интересует. И вот по мере того, как мы взрослеем вместе с детьми, да, у нас возникают вопросы, соответственно. Ну, для начала у вас с детьми там какая ситуация? Сколько у вас детей и какого возраста? У нас один ребенок, это девочка, да. 14 лет. 14 лет, то есть у вас как раз подросток. Сейчас 13 еще. 14. Ты не знаешь, сколько я? Я знаю 13. Я знаю, что вашему ребенку 13. Просто недавно буквально начали говорить о том, что вот паспорт получать. И как-то у меня зафиксировалось, да, что так, нужно не забыть ребенку оформить паспорт, да, что 14 лет тебе надо уже паспорт получать. Девочка зовут Фериде, 13 лет. Не, ему, кстати, простительно, потому что он же с детьми работает. Да, то есть в его базе данных очень много детей. Ну, по сути. Много Фериде? У меня очень плохая память на цифры и на имена. И вот сейчас я работаю уже в нескольких школах, помимо основной работы, еще меня привлекли. И дети вот потоком идут, я... Айше, нет, я Мирьям. Ага, Мирьям. Джанчаром, Кунешчаром. Сложно, особенно когда систему бейджиков введи. Опрос. Ну, я вначале сделал, так они писали себе на листочках, но они, к сожалению, потом теряется, да? Ну, слушай, ну отлично. Получается, что у нас тоже, да, 13? Я сейчас тоже аккуратно спрошу. Да, у нас тоже получается старшая дочь, ровесница с вашей дочкой. В 2010 году, да? Да, да. Вот я помню. Это очень удобно запомнить, когда круглые даты. Да? Мы специально старались в 2010 году, чтобы я потом запомнил. Я не помню. А так вас просчитали. Ну, обычно у нас все рассчитано, все расписано. Ну, у нас тоже даты, кстати, это запоминающиеся, скажем так. От нас это не сильно зависело. Ну, смотри, знаешь, вообще, знаете, что интересно? Мне кажется, что мы можем от имени всех родителей говорить, что в принципе нас всех беспокоит будущее ребенка. Да? То есть вот как только начинается детский сад, потом школа, тут вдруг выясняется, что школа скоро заканчивается, а что делать дальше, что делать во время школы. Вообще, вот как вы вообще думаете, есть какой-то план, ну, нужен ли какой-то план выстраивать? Вообще, как вы сами с этим работаете? План нужен, только не один. План нужен, да. Несколько разных вариаций, если вдруг этот план не удастся. Что делать? План Б, ты хочешь сказать? Да, план Б в Но это удобно, когда несколько детей, знаешь? Да? Но время же упущено. Когда несколько, есть возможность на втором отыграться, на третьем. Ну, когда несколько там, да. Есть какой-то набор каких-то действий, которые подойдут всем? Универсальный такой. Универсальный, да, набор действий. Я знаю, что у вас есть тестирование, да, или опросник. Как определить, чем будет заниматься ребенок? Какая его будущая профессия? Расскажите об этом. Профессиональная, да? Что? Ну, у вас же получается более такой научный подход. Все-таки вы же в этой сфере образования, в сфере развития. К воспитанию нашего ребенка. Вообще. Ну, то есть, ну, мы же можем опыт вашего ребенка, как бы, да, и на всю аудиторию расширить. Потому что мы же все по интуиции делаем, по сути. Там где-то что-то прочитали, там какие-то с детства какие-то флешбеки вспоминаешь, а у вас как-то научная история. Ну, в основном криком воспитываем. По наитию, так сказать. Ну, наверное, я не скажу, что все равно какой-то есть определенный план, когда планируешь ребенка, думаешь, так, мы будем делать вот это, мы будем вот делать вот это, мы обсуждали, вот родитель, ребенок, на каком языке мы будем говорить. В семье. В семье, да.
однозначно не было вопросов, что это будет крымско-татарский язык. Но зная, опять же, возвращаясь к научному подходу, Да. мы понимаем, что если с ребенком говорить на нескольких языках, то есть возможность в нем воспитывать этот билингвизм, что он сразу приобщать его к изучению нескольких языков. Ну, и думаю, При этом, да, вот эта гибкость мышления, восприятие, память, да, развивается. Но это мы говорим о детях, которые в норме развития, да? Нет Ну, стандартно, биологической скажем. Да, нагрузки, да. Конечно, всегда есть какие-то нюансы там и по ментальному, да, здоровью. Там, мы берем какую-то базу, какое-то среднее значение. Потому что если мы говорим про какое-то вообще планировать, мне кажется, всегда немножко страшно, потому что ты никогда не знаешь, что будет, да. Вот некоторые говорят, вот мы ребенку там на 20 лет расписали план, а ты же не знаешь, кто это будет. Вот у нас, допустим, 3 детей, и они все разные. И нельзя каждому один и тот же метод, предложить, скажем так. Они разные, то есть это не работает. Ну, у каждого ребенка свой темперамент, да, свои физиологические данные. У каждого ребенка есть какой-то период, да, в вашей семье, когда он родился, может что-то больше впечатлений на него произвело. Ну, по опыту жизни, ходу жизни ребенок набирает, да, какие-то свойства, знания, умения, навыки. Если мы говорим о том, что там до подросткового возраста он это все набирает, в подростковом возрасте у него уже какой-то характер формируется, да, уже свои устойчивые какие-то там, поведенческие паттерны, он понимает плохо, хорошо, уже основательно, да, не вот как в детстве мы говорим, это олмайгуна, ты миги, вот ешь, да, какие-то элементарные базовые. В подростковом это уже ценности, да, которые мы ориентируемся. Более япасан, там лага, более добронасан. И здесь мы в ребенке вот это все формируем, видим в нем на базе вот этого всего, что, к чему он больше склонен, да, чем ему нравится, что он может часами делать, чем увлекается. Вы спросили про профессиональное, да, тестирование. Они вам не дадут точного рецепта. Вот эта профессия, тем более мы живем в таком веке, когда настолько быстро устаревают какие-то определенные направления, да, это заменяется цифровыми технологиями. Есть потребность там новые, такие сумасшедшие названия, даже сейчас не назову, новых профессий, которые дети быстрее нас осваивают. Мы можем только вот направить, в какой сфере они могут быть успешны, цифровой, они могут быть там в естественно-научном, да, каком-то спектре, или это будет арт, или это будет, я не знаю, математический, да, инженерия, да, конструирование. Мы можем это увидеть, мы это можем путем теста, опять же, когда ты тест проведешь, это тоже имеет значение. Да, в какой период? Ты в 8 классе провел, в 10, да, это тоже имеет значение. Ну вот, кстати, вы очень важную тему затронули насчет ценностей. А нет такого ощущения, что ценности тоже могут устаревать и становиться неактуальными? Вот, допустим, мы двигаемся на своих ценностях, которые нам привил еще при Советском Союзе, да, то есть мы же оттуда все-таки. Мы дети Советского Союза, и мы, соответственно, эти все паттерны мы с собой тоже как-то несем, и нужно как-то об этом думать, об этом как-то говорить. И, возможно, эти ценности немножко тоже деформированные, которые у нас есть. И вот растет ребенок, мы же должны ему что-то передать, а насколько мы имеем право вот так категорично быть точно уверены, что это хорошо, а это плохо? Вот как здесь ориентироваться? Мы имеем право, потому что мы семья. Я считаю, что основные ценности формирует семья. Естественно, мы не можем быть вне социума, вне государства, да, которое тоже нам закладывает какие-то определенные установки. Мы взрослые не можем быть вне этого. Но сейчас расскажу, мы были в Грозном в прошлом году, и там в одной из школ, это такая одна из передовых школ, там на входе висит такое огромное письмо родителям, написанное большими красивыми буквами, прям такое золоченое. И смысл этого письма вот в чем. Дорогие родители, вы являетесь теми людьми, которые воспитывают ваших детей. Мы, как школа, можем вам помочь. Но вы закладываете в ребенка умение здороваться, умение говорить спасибо. То есть вот эти базовые вещи, которые делают из человека человека. Да? Ну вы согласны с этим, да? Что семья формирует. С этим письмом. Абсолютно. Я абсолютно согласна с этим.
мы не можем, как родители, перекладывать ответственность. Мы Ну, это формируем. Просто это сейчас модно. Как бы все родители заняты, да, мы все заняты, мы все работаем, мы все там заняты своими, да, какими-то делами. И всю эту ответственность воспитания своих детей, получения ими образования, каких-то знаний перекладываем на учителей. Тогда мы правильно? должны быть готовы к сюрпризам. Да. А Мы они можем быть не перекладывают на знакомы нас. с собственными детьми тогда. Если как мы это вот бывает? занимаем позицию, ну вот я же вам доверил, Да. он же находится там с 8 до 3, например, или Да. там до 5 в школе. Да. Вы же больше нас видите, детей. Ну вот можете быть готовы тогда знакомиться со своим ребенком там, не знаю, на выпуске в 17 лет. А вот кризис, это вот говорят же подростковый кризис, это не с этим связано, что ты своего ребенка просто не знаешь? Подростковый кризис, ну, он основан на чем? На физиологических изменениях, да, гормональных Вроде Вроде так изменениях. говорят, но Психологически он характеризуется тем, что для ребенка важным становятся сверстники, да, их мнение, они вот социализируются, для них важно быть успешным вот в среде таких же, как они, да. На базе этого они быстрее считают вот эти поведенческие моменты у одноклассников там, или у примеров из ТикТока, из интернета, блогеров, да, вот. Референтами для них. Да. ну, это смена авторитетов, да? Да. Если мы в дошкольном детстве говорим, что непререкаемо для ребенка это авторитет родителей. В начальной школе он приходит, он говорит: нет, Анака, оджам более паджамас, да, у него меняется уже, говорили, да, так дети, что ты неправильно там пишешь, вот так надо. Референтное лицо. Референтное лицо учитель, да, Учитель. начальной школы, а потом уже, когда он уже все, подростки, все это не круто, это жиза, да, вот подобные, да. Не тормози. ПЖ. Да. Да. Ну, У меня знакомая учительница даже со стендапом выступала. Я участвовал в конкурсе «Вклад учителя», и одно из испытаний учительских было написание учительского стендапа, и прямо вот в настоящем стендап-клубе Да. в Москве выходили на сцену. Круто. Да. И одна из них рассказывала, все брали истории из жизни. Она говорит: я, чтобы быть на волне со своими учениками, в общем чате решила также сокращать, как сейчас модно, да, и написала вместо «пожалуйста», она учитель русского языка, «пож». На что она в ответ услышала от одной из учениц, говорит: а почему вы пишете слово «пож»? Она говорит: ну, я решил сократить, чтобы быть модной. Она говорит: это уже не модно, можно было одну букву убрать и просто ПЖ. И она говорит: и я почувствовала, вот это какая-то одна буква разделила нас на такое расстояние, Да, говорит, да, что да. на самом Пропасть, деле, да. оказывается, буквально в одной букве она увидела, насколько разное Дистанция. поколение и представление об этом. Да. А вот насчет вот этой сепарации, да, которая начинается, у нас же получается в основном мамы на это обижаются, то есть как будто бы ребенок уходит из-под их влияния, да. Ну вообще авторитарность, как вот, по моему наблюдению, она от женщин исходит. Авторитарность в том, что я тебе сказала, я тебе то, я тебе это, то есть какие-то вот конкретные действия, которые нужно совершить. И вот когда ребенок начинает сепарацию, то есть он говорит, что есть еще тот, еще есть, что мне еще там в ТикТоке увидела, то в основном это, по-моему, женская проблема, нет? Или это мне кажется? Как проблема в чем? Ну, ребенок начинает сопротивляться и начинает свое мнение высказывать, да, допустим. Ну, вот, к примеру, банально. Назло матери. Ну, может быть, не на зло, может быть, проявление своей личности, может быть, это так Но бесит выражается. это маму, да? Да, Ну, Бесит может это быть, маму? потому что мама, Папа не мама бесит. 24 на мама 7. в теме, а папа она где-то там, да? Не, ну есть такая проблема или нет? То есть вот эта вот авторитарность, она же от родителей исходит. То есть я лучше знаю, я тебя родила, там, условно, вот эти фразы. То есть я лучше знаю, я жизнь прожила, ты еще маленький, там, ты ничего не знаешь. Вот. И это же возникает на фоне того, что ребенок говорит: я это не хочу, я туда не пойду, я это не одену, я это не надену. То есть вот эти вот моменты. Это же вместе с сепарацией ведет, то есть когда человек начинает Ну, это формироваться. одно из проявлений, да. Как к этому Сепарироваться ребенок, кстати, начинает в 3 года еще. Вот этот слышали кризис 3 лет, да? И нам нужно дать ему возможность отделиться. Он говорит: я так хочу, мне надо вармаджам, делает наоборот все. Вот это начало сепарации, да? Как к когда он- этому относиться?
спокойно дать возможность сепарироваться. Но вы, Ему же надо себя отдельно вы всей человеком семьей собрались почувствовать. ехать куда-то, ребенок говорит, я никуда не поеду, ты же его дома не оставишь. Не оставишь, надо поговорить, значит, ему нужно Не момент. работает. Нет. Не- Это вы про подростковый сейчас или про 3 лет? Это 3 года как Про раз 3 года, подходит, да. Тогда с ним Ну, нужно договариваться. договориться нужно обязательно, но и дать возможность вот этот кризис проявиться, там, не знаю, бывает, лег и начинает вот это вот Да, ну, разные. барабанить. Почему дать возможность вот в этот момент сепарироваться? Потому что он говорит, я сам, вот я отдельный физически Да. от других. Если он раньше вам говорил, там, «Эмир Истемий» или там «Эмир Третьем себе лице. су», да, он про себя говорил, потому что вы про него так говорили. А потом он говорит «Эмир Истемий», там, да, вот это он отделился. Если вы не дадите возможность ему сейчас 3 года отделиться, 40 лет это будет, ну, как-то стрёмно, да? Потом вы его будете Отделять? намекать и отделять, а он... А он не может, отделится, может, да? «Эмир Истемий», да. Ну, И у нас потом- же, но у нас же еще есть ментальная история. Вот все-таки, мне кажется, что у нас принято быть очень близкими с детьми, вот это все патриархальное, вот это осколки патриархальной структуры, когда ты как будто бы ты за своего ребенка уже все знаешь, ты лучше знаешь, что ему надо, куда ему нужно пойти учиться, что ему пойти делать. И когда тебе подросток говорит, я не хочу там, условно говоря, идти туда, я хочу заниматься вот этим, ты же это в штыки воспринимаешь, потому что ты вроде как бы взрослый, ты же знаешь, как вот жизнь устроена. А мы же сами не знаем. Вот вы знаете, Ну, как вы жизнь нам- устроена? Мы знаем про свою жизнь, но мы не знаем, как у нее будет, да? Да. У нашего ребенка. И очень страшно, вот мне очень страшно отпустить какие-то моменты и Мгм. дать возможность выбрать. Тем более дочка. Да? Потому что я знаю, например, что там определенные профессии ей нужно будет там больше усилий прилагать, да? Да. Что в других сферах она будет более, допустим, финансово независима, да? Да. Ну, Ну, то, что это, мы- но это же мой опыт. За да, что это мы мой переживаем? Мы хотим, чтобы у ребенка были деньги, и чтобы он не так много опыт. работал. Чувствовал благополучно себя, да, Да. комфортно в будущем. Ну, по факту, что могут дать родители, самое ценное, это уверенность ребенка в своих силах. И тот багаж, который они заложили, вот, ну, пусть будет до университета. А как эту уверенность закладывать? Любить ребенка. И все. Ну, это самый рецепт такой. Ну вот смотришь на улице, да, вроде все мы любим детей, да, но смотришь, некоторые дети до такой степени разбалованы, что ты думаешь, это гиперлюбовь или что это? Или это ребенок неправильно понимает? эту любовь? Это не гиперлюбовь, это компенсация Мгм. ребенку Мгм. с его родительской любви. Когда родитель не может эмоционально дать ребенку внимание, ну, из-за многих факторов, да, Откупиться, мы в общем, сейчас да? как, да, Мгм. вот там чувствует вину, что он не уделил внимания, там пришел 8 часов, надо что-то, тут ребенок сзади, Мгм. она, баба, там что-то борщели растей, козы мебах, борщиян матмага, да, там Да. поломалась, ты купим другой. Да? Ну, Да. это мелочь, конечно, я сейчас вот ситуативно говорю, но когда это в системе, ты там не провел выходные там, или еще что-то, да, не помог там, не знаю, элементарно узелок в волосах распутать, да, потому что ай, узумьяв, да, как-то так надо было. Или что-то, ребенок приходит и хочет поделиться какой-то важной новостью. Для Да. него Ну, кажется для него важной, важной. да. А ты Ты сидишь. сидишь в телефоне, Да. ага, нету зрительного контакта, Да. не садишься рядом с ребенком, не слушаешь внимательно, а он же все считывает, ребенок, Да. насколько ты поглощен этим. И потом, когда раз, два, три это происходит, потом ребенок начинает понимать, наверное, это неинтересно. Ну и ходить не стоит. Да. А потом, когда уже происходит вот эта ситуация, о которой вы говорите, на улице вы видите, что ребенок вообще ну, ведет себя не так, как Ну, неадекватно, неадекватно, по-нашему. да, то это проявление того, что не было сделано до этого. Вседозволенность, откуп, скажем, это не проявление любви. Ребенок, которого любят, он знает, ну что дети любят? Любят порядок, да? И родитель создает ему этот Дети порядок. любят порядок. Обязательно. Дети, я вам Порядок скажу, не больше. в плане чистота, Да, прям а порядок,
понятные правила игры. Да, да, это порядок. Да. Если Что ребят, мы во встаем столько. во столько-то, Да. у нас есть традиция, мы собираемся с семьей во Да. столько-то. Не обязательно, если мы садимся за стол, все должны сидеть. Никто не начинает есть, пока все не соберутся. Вот все собрались, это традиция. В пятницу мы собираемся, и у нас просмотр фильмов. Принимаем заказы, что вы смотрите, берем там попкорн. Ну, это как садимся, семейные и смотрим. традиции, да, Вот получается? это порядок, да, когда ребенок знает, что будет завтра. Вот не так, да, там. По наитию. Ваша мания кельды собака. У тебя сегодня кружок, едем. Ой, я не хочу, можно ли? Ладно, ну давай не поедем. Должны быть очень четкие действия. Он знает, что сейчас делает это, завтра мы делаем это, послезавтра мы делаем это. Вот эта последовательность, вот эта уверенность, что будет завтра хорошо, как сегодня, или будет порядок, или даже если мне что-то не нравится, но это нужно сделать, да, независимо от того, там, я сегодня раскис, или мне надо там что-то То есть попереписывать. ожидания, да, должны быть? У ребенка должны быть ожидания, У которые ребенка должна быть выполняются. уверенность, да, уверенность. Есть детки, которым нужно заранее говорить. Да. Мы сейчас, когда ты там досмотришь вот этот мультфильм, будем делать это, а потом вот это. Да. И это им дает уверенность, что мы действительно так сделаем. Потому что мама, папа так сказали, она бабам улеты, уледу уладжах. И потом у детей, ну, как бы, в подростковом возрасте возникает миллион сомнений, что родители не правы. Но вы закладываете вот эту вот фундамент в то, что вот вы говорите, и так оно и есть, да, потому что вы сами последовательны, вы сами те слова, которые сказали, в реальность, да, их приводите. Ну, пусть это мелочи будут. Это один из главных постулатов педагогики, личным примером мы показываем. Что мы говорим детям, нужно делать вот так. И если сами этого не делаем, то Ну, это дети, классно. конечно, Это как эксперимент с авторитет не книгой, знаете? Какой? Нет. Не знаете эксперимент с книгой? Значит, 3 мамам задали задачу, ну, привить любовь к книгам, да? Первая мама пошла там в библиотеку, взяла книг, накупила в книжном магазине, все, создала среду, скажем так, читай. Вторая мама, так, иди возьми, читай. Третья мама молча взяла книжку, села и читала изо дня в день. Как вы думаете, какая мама Не добилась знаю, у успеха? нас третья мама. У нас третья мама, да, мы в этом году вот с Камилой посчитали. Мы уже 10 лет, каждый вечер читаем книги, я им читаю. То есть мы все они, уже 3, да, сначала Камила одна была, потом вдвоем. Между прочим, это 100% Ложатся. рабочий, И мы очень много уже перечитали. рабочая история, потому что вот у нас, когда она была одна, один ребенок, да, она, ну, бюджет еще маленький был, она вообще не хотела читать. Вообще. Ну, не хотела. И потом она начала вечером перед сном, они начали читать. И вот постепенно, и они сейчас все читают, то есть с удовольствием читают. Мы наоборот сейчас ограничиваем зрение, ну, потому что со зрением проблем, ограничиваем чтение. То есть это точно работает. Ну, собственно, пример. Я вот в садике, когда у нас собрание, да, и родители спрашивают, да, ну, советуются, как там быть, если ребенок вот это делает. Я говорю, вы извините, боюсь показаться грубой, но сходите к зеркалу. Если вы что-то хотите у своего ребенка поменять, посмотрите в зеркало. Ребенок не может говорить на китайском. Почему? Потому что он не знает иероглифов. Он читает теми знаками, которые он знает. Да, Точно так же в поведении. Он поступает в тех или иных ситуациях так, как он видел. Мы этого не замечаем, может быть, да, там. Белгим четтенкерген санлар курьер, насыл базым баллармыз бізге ушай, да. Мы даже в школе видим, что это класс вот этого учителя. Вот это видно четко, потому что он там 3 года уже с этим учителем, и олар башны да улечеврелер. Это просто вот 3 года, а с родителями. Но родители, опять же, видите, мы говорим какие-то идеальные условия, что родители такие, они такие. А по факту получается, что родители сами пытаются что-то выживать, там какие-то деньги. То есть, как будто бы у родителей есть законная причина меньше уделять внимание детям. То есть мы работаем, все тяжело, все дорожает. Тогда вопрос родителям, зачем нужен был вам ребенок?
Для чего? Это большой философский вопрос. Для Я думаю, не продолжения каждый рода ответит или на как некоторые Для продолжения говорят, рода. ой, мне нужно, чтобы кто-то подал мне Или стакан стакан воды. в старости. Ну, разные бывают жизненные Не ситуации. слишком сложный путь для того, чтобы тебе А подали. вот смотрите, ну, вы же с детьми работаете, давайте такой сложный вариант. Допустим, если мы говорим про условного ребенка, там, 10-11 лет, которого мы упустили. То есть мы им вообще не занимались, мы там сами что-то выживали, и вот у нас примерно в этом возрасте приходит осознание, что мы должны что-то поменять в ребенке. Реально что-то изменить вообще? В 10 лет? Да, реально. Когда есть вот эта вот точка невозврата, когда ты уже просто ничего Нет не ее. сможешь. Нету? Нет точки невозврата. Вообще Все нет. зависит от вас и вашего желания изменить что-то. Просто количество усилий, которые вы должны будете приложить, прямо пропорционально времени, которое вы упустили. Да? Ну вот. То есть прям работать придется. Да. Я считаю, что нужно разговаривать. Не только с ребенком, с любым человеком, с которым ты хочешь наладить эмоциональный контакт, стать ближе, нужно говорить. Вот как врачи рецепт вписывают же, Да. там конъюнктивит, столько-то капель, там 3 раза там, по То есть 10. алгоритм. Да, есть определенная Срок. схема лечения, да, вот протокол, как у врачей Да, говорят. такого. Мне кажется, что у психологов, не знаю, у педагогов тоже может быть, у родителей такой протокол. Вот каждый день я сажусь в определенное время и разговариваю с человеком. Если он не хочет разговаривать, я просто сажусь и смотрю на него, рассказываю про свой день, про себя. День на 5-й, 10-й, там, я не знаю, 25-й, пусть зависит от количества, да? От возраста. Нужно разговаривать. И разговаривая, вы все равно найдете точки соприкосновения. Пусть это будет там сначала, говорите, трудный, да, что-то, огрызание, там, я не знаю, истерики, крики, оскорбления, пусть будет, да, в самых таких вариантах жестких. Если мы не говорим про девиантное поведение, когда уже там дно пробито закона и всего остального. Ну, да. авторитетов нет, ничего нет, да? Да, но и в этом случае все зависит, ну не знаю, просто у родителей, у которых дети пробили дно, скорее всего, ребенок, в принципе, да, и он не будет искать вот этот, не будет этот путь делать. Мгм. Ну да. Вот. А так, однажды у меня была мамочка одна, ребенок-подросток, в школе учиться не хотел, и вот эта вот агрессия просто в сторону учителей, ну, оскорбления, для меня это было очень так дико, и в принципе для Ну нашего да. коллектива, да. И переговоры с мамой, с кем нужно общаться, мы же не можем в одностороннем порядке, да, помочь этому ребенку. Да. Понятно, что у него какой-то дискомфорт. Ребенок просто так кричать не будет, да, он не будет просто так оскорблять. Что-то этому есть причина. И в разговоре с мамой она сказала, что вы от меня хотите? Он заходит домой, хлопает дверью и кричит мне, уйди отсюда. Говорю, ну, если вы оставите ребенка за этой дверью, он там останется. Причем, ну, риск того, что надолго там останется. То есть даже в подростковый период, говорит, оставьте в покое. В покое можно оставить, там, не ломать в плане, там, ты сделаешь по-моему. Вот я сказала там, да, а в покое не оставлять в плане ты мне нужен, каким бы ты ни был, там, крик или... А если манипуляция на этой почве будет? Ну, То есть подросток чувствует, что ты в нем нуждаешься, и он начинает манипуляцию еще большую. может быть, может манипулировать ребенок, конечно, там, Очень часто торговаться, просто да, встречается, чем-то. Но если родитель хочет установить контакт, опять же, разговаривать, объяснять. Есть вещи, которые в семье запрещены, например, да, ребенок хочет, там, я не знаю, вот на квадроцикле, хочет квадроцикл, и я буду кататься на этом квадроцикле по дорогам. Ну, вот вы знаете, что нет, потому что это небезопасно, да. Говорите, да, ты хочешь, я тебе тоже хочу доставить удовольствие, я хочу тебе сделать приятное, но этого мы делать не будем, потому что... Вот игрушечный квадроцикл. В следующий раз он говорит,
ты меня не любишь, я хотел, а ты говорил, что любишь, а ты хотел, чтобы я вот тебя Это послушал, манипуляция. ты мне обещал, что я захочу. Это манипуляция. Да. Да, Оглом, я тебя очень люблю, но я никогда в жизни не буду рисковать твоей жизнью. Ну, например, да? Или я никогда в жизни тебя не подставлю, потому что может случиться вот это или вот это. Там, ну, Да. да, какие-то вещи, которые объяснять, почему нет. И в этом быть последовательным. Если сегодня нет, завтра нет, а послезавтра Да. без дарденмены. Зарплату получить. Послезавтра А зарплата. если ребенку говорит, что денег нет на это? Да, денег нет. Это нормально? Это же Мы так объяснение говорили. причин. Знаете, до чего мы договорились? Вот здесь есть риск. Родители нищеброды. Нет. В этом- У нас так сын сказал. Он мне сказал: мама, я думала, у тебя нет денег, это оказывается Не, экономное. он говорит, я думал, мы бедные, что-то такое, или ты бедный, а оказывается, мы экономим. Нет, а мы договорились, знаете, до чего? Мы договорились до того, что ребенок, заходя в магазин, Хазам, какую ты шоколадку хочешь? Выбирай все, что хочешь. Идет, значит, ребенок. 89, 53. Вот эту. Вы понимаете, То есть, да? То есть, Да, да, она сама начала экономить. Хазам, не isteysin. Борщи istемeyim. Борщи istемeysin? Ну, то есть вот так, да? а это никак, да? Ну да, у нас Здесь есть... Я надеюсь, до Никяха эта ситуация исправится. Мы даже обсуждали этот вопрос, а что вот дальше? Мы не будем ли ограничивать, не будет ли это проецироваться на желание вообще да, в жизни, да? Запросы Да. низкие, Сказ- запросы. Да, сказать, машину, вот эту нет, я хочу подороже. Я смогу это себе, да? Ну, это может от характера зависит. Может быть, Тоже как-то от Не, всех ну, на всех Ну, по-разному. привычка искать подешевле, знаете, Нормально. да? она... Я по своим родителям знаю, просто они же в 90-е нас растили. А не Она посмотрите очень там, хорошо пожалуйста. укореняется, да, и, ну, действительно, это когда у тебя, ну, в нашей семье было 4 детей и есть, и родители, конечно, тогда тяжело им было, и они выбирали, да, где. Ну и, в принципе, тогда и выбирать особо было не из чего, да. Это история с нашими традициями тоже, да, когда говорят, Да. нужно все доедать до О, последней это Да. точки. классика, да. И ты не можешь уже ешь, это идет Попекшая ну, пора, это да? историческая Заедался. память, да, что не доедали. И причем через страх. Не съешь. Просто вот насчет вот этого ограничения, типа нет денег, да, я какой-то момент подумал, что это очень классная тема. Ну ты идешь, ну нет денег у нас, все, и мимо магазина идете. Это работало, пока у нас третий ребенок не появился. То есть, ну карточка же есть, ну, она, типа, нам, что ты она мне рассказываешь. говорит: мам, если у тебя нет денег, у тебя есть карточка. Или, допустим, мороженое. Вот точно хотят что-то купить есть. мороженое. 3 детей, да? Идут за мороженым, старший, вот эти нищебродский пломбир, а у нее вот такая вот история, знаешь, в 3 раза дороже. Не И младший. прошибешь, конечно. Но почему-то это вот надо Ну, уже младший отдельную теорию, закон 3 третьего ребенка. Третий ребенок это всегда какой-то очень такой самодостаточный, Он очень выживает. наглый Старший. такой, который, да, требовательный, кажется, все должны вокруг него. Ну, Он не наглый, ему просто приходится для себя все выгрызать, это просто... ну, то есть картина, старшие идут с этими пломбирами, а у нее вот такая вот штука разноцветная там. Ну, то есть, Нормально. Сейчас очень модно говорить о том, чтобы вырастить счастливого ребенка. И многие психологи говорят, ну, сначала станьте сами счастливыми, да, чтобы вырастить счастливого ребенка, который в будущем будет счастливым, нужно сделать счастливым себя. То есть это огромная работа. Вот как вы думаете, как вы... по шкале счастья. Да, есть по этому поводу история. Так? Да. Я да, использую иногда тоже в работе. Когда одна еврейская мама пришла к раввину и говорит: помоги, пожалуйста, я уже просто не могу. У меня вот 5 детей, сутками стирка, уборка, это 5-е, 10-е. Мгм. Ну, картинка красивая, а у меня уже все, вся такая. фух. Он ей что-то сказал, ну и с этого момента она придя домой, сказала детям: так, в такой-то день и в такой-то час в мою комнату не заходить, я вам запрещаю.
И в этот день дети были очень счастливы, потому что их никто не орал на них, никто не трогал, они творили, То есть что выходной хотели. получилось? Да, да, выходной. У всех причем, да? Там, Обоюдно. и нам неделя, 2-3 так пройдет. Ну, потом старших заинтересовало, что ж там мама, значит, мы тут устроили, она никак не реагирует. Сначала там стали подслушивать, тишина. Потом в замоченную скважину заглядывать стали. Ничего не увидели, естественно. А потом уже старшая осмелилась и тихонечко дверь открыла. И увидела, как мама сидит на балконе, пьет кофе и ест любимое пирожное. И она говорит: мама, мы думали, ты тут что-то такое делаешь, что-то такое, когда закрываешься. А что ты делаешь? Что ты тут сидишь? Она говорит: дочка, закрой дверь, я делаю вам счастливую маму. Я бы еще добавила, папа делает вам счастливую маму. Хотел спросить, папа здесь не случайно отсутствует, да? Нет, я бы вот еще добавила, потому что, да, на самом деле взрослый, да, ну, глубоко несчастный человек, наверное, или неудовлетворенный жизнью, какого-то, у кого в душе там внутри скребут, наверное, он не может вот эту гармонию передать. Ну, конечно, это же противоестественно. Как ты же не... То есть, все, что ты в жизни делал и делаешь, тебя привело в это состояние несчастного человека. И как ты можешь научить другого? Иногда, знаете, в нашем менталитете еще такое, мы не можем понять, что мы несчастны. Надо Потому уехать что... в Турцию. Пожить там. Ну, надо же из дома выехать, чтобы понять, что дома все хорошо. Да. Потому что, ну, мы же как бы застаиваемся. А вот я на эту тему думаю, насколько счастливые люди, они успешны в жизни. Вот это же можно быть счастливым. Вот ты уезжаешь куда-нибудь на какой-то остров, живешь, ты счастлив, но творят ли такие люди историю? Нет, конечно. Несчастные люди, мне кажется, да, творят. Счастье. Вот ты сколько Пишут почти биографий счастливые не тоже, найдешь, да. да? Не-не-не, ну, мне кажется, очень категорично. Мне кажется, что многие счастливы от реализации того, что они делают. То есть это тоже счастье. Ну, условно говоря, у тебя есть какое-то дело, ты его делаешь, и ты счастлив. Это же философское не, понятие, это же не да? какого-то Каждого прям... свое. Да, вот, кстати, насчет этого, насчет реализации, ну, сейчас, ладно, сейчас попьем кофе, вы кофе пьете, нормально все? Да. Я просто Любое подумал, время что да. все вот известные политики, актеры, те, которые оставляют след в истории, писатели, поэты, были далеко не счастливыми людьми. Черчилль тоже? Ну, смотрите, мы же не можем понять Но хорошо, если мы вопрос- не видели плохо. Наверное, в какой-то момент были счастливы и несчастливы. И вот в этом сравнении, Слушайте, наверное... но счастье это же не перманентное состояние. Это же просто какие-то моменты, то есть это же какие-то пики. Нет такого, что я все, теперь я счастлив, до свидания. Ну такого нету. Тогда вот ответ на вопрос, как воспитать счастливого ребенка. Значит, нужно воспитывать что-то, получая удовольствие от каких-то моментов, вот этих пиков. А мне кажется, знаете что? Мне кажется, что вот в счастье такой очень важный момент, это самостоятельность. То есть если человек сам выбирает свой путь, он будет счастливым. Ну, мне кажется, что если у него нету повода сказать, что это вот вы мне там что-то сказали, вы мне навязали, вы мне сказали идти на медицинский, а я хочу там играть в волейбол профессионально. То есть, мне кажется, если мы с детства человеку, ребенку дадим такую возможность быть независимым человеком, вот независимым, да, самостоятельным, то он как будто бы интуитивно сам поймет, чем ему заниматься по жизни. И, Это соответственно, может растянуться надолго. может, но слушай, некоторые в 50 лет обретают свой путь. Ну, то есть, тут же вопрос в том, чтобы к нему прийти в конечном итоге. А не так, что у нас в 30 лет у людей кризис среднего возраста. Это почему? Потому что у него нет денег на то, что он хочет, и уже нет сил этим заниматься. У него наступает кризис. А если у И человека потом он есть... возвращается к родителям и говорит, ну что ж вы мне... Да, что ж такое? Вы мне там в школе игрушки не покупали, и поэтому я теперь такой вот... Или почему вы не настояли Да. тогда, Да, чтобы да. я... Да, да. там, Вот вы Вот мне, закончил если бы вы музыкальную настояли, школу. чтобы я музыкалку закончил, я бы вот сейчас ее закончил, и я бы вот пошел по музыке и играл бы в рок-группе. Таких примеров куча. Ну вот поэтому единственный рецепт — это любовь, уверенность ребенка. Уверенность. Да. Ну, конечно, не будет, опять же, уверенность как постоянное состояние, да? Человек должен сомневаться, чтобы Сомневаться. к чему-то идти. Ну, как будто бы уверенность в том, что тебя любят, наверное, да?
Да, что ты кому-то Не нужен. то, чтобы прямо такой уверенный там Да. на троих пошел там, да, с голыми руками. Не, уверен, что ты в принципе кому-то нужен. наверное. Что у База, тебя да, есть какая-то. способности, что ты можешь чего-то достичь, преодолеть какие-то трудности, да? А вот в школе вы же работаете с детьми, да, разные же дети. Вот вы как-то считываете, да, вот эти вот вещи? Какие вещи? Ну, такие вещи, как потенциал, там, не знаю, перспективность, возможность, школа. Вот, ну, как бы приходят родители на в этот собрание, да? То есть мы просто не ходим, я слово забыл. Вот приходят родители на собрание, и вот Он не ходит. ты тоже не ходишь. Более того, скажу, мы как учителя, потому что в это время находимся в другом месте, мы тоже не ходим на собрания. И, извините, вот классный руководитель уже потом в коридорах встречаем и говорит, ну что там, вы нам скажите, да, потому что физически, например, ты ходишь по другим собраниям, потому что там хотят... Не, ну у вас профессиональная история. А я говорю вообще, вот вы собираете собрание, да, приходят родители детей. Вы выстраиваете эту зависимость. Вот такой ребенок, и вот мамаша пришла. То есть, условно говоря, отражение этого ребенка. Это есть такая закономерность? Ну, я работаю в детском саду, и я точно знаю, если у ребенка проблемы, мы в саду сами не разберемся. Муж пьющий, да, значит? Ну, бывает, когда дети приходят за столом, Да? Какой- Серьезно? Ну, я считаю, что с детства надо приучать. да? Чокаться. К алкоголю. Ну, тяжело в жизни. Тяжело будет в жизни, да. Но я к тому, что если ребенок кричит, значит, он хочет докричаться до чего-то или до кого-то. Так как он не понимает, что с ним происходит, мы, взрослые, должны ему помочь, понять или выйти из этой ситуации. Без родителей, значимых, авторитетных лиц в определенный возрастной период, и ответственных в другой возрастной период, ну, в принципе, ответственных во все, дошкольное и школьное детство, мы не сможем решить этот вопрос. Ну да. Поэтому мы начинаем разбираться, в чем причина. Конечно, родители не все могут открыться, не все могут рассказать про свои там, да, Ну, конечно. семейные Люди сидят моменты. В как-то. принципе, это их право, не говорить. Но наша задача донести, что у ребенка сейчас что-то не так. И без вашей помощи он не справляется. И вам нужно подумать, как это выстроить. Мы вам поможем, если вы готовы работать. То есть, ну, со своей стороны, да, как-то индивидуальный подход, там, я не знаю, что-то скорректировать, где-то помочь ему, где-то там дополнительно, где-то переговорить с педагогами, чтобы, да, определенно войти в ситуацию, в положение. Но опять же, вот одной рукой же хлопать невозможно. А вот сами родители готовы вообще работать с этим? Кто-то готов, кто-то По-разному. нет. Очень бывают случаи, когда родители отрицают Да. проблему. То есть они говорят, ты слышишь, ну, Это у не нас потому, всё что... хорошо, да? Да, это не потому, что там они... Не потому, что они... Как сказать... Не хотят. Не хотят. Озвучивать. Да, не потому просто что не понимают, не принимают, что есть да, проблема, не да? Не, принимают. ну да, как будто бы это понятно, о чем вы сейчас говорите. То есть люди выросли в своем определенном представлении о мире, да, о воспитании. И тут вы, короче, говорите, то есть многим даже не надо, чтобы дети читали, там, что-то делали. То есть они же сами в жизни не читали. Я, в принципе, зачем детям сейчас? Для галочки просто иди почитай книжку, подержи. Ну, как будто бы- некоторые, например, ну, ребенок учится, отстает, нет. Да. Он говорит, да, папа у нее троечником был, а сейчас вот владелец большой компании. Ничего страшного, это все генетическое, она то же самое. Деньги есть. Да, она говорит, вот прям считывает, что ребенок идет по такому же пути проторенному, что и отец. Но ребенок и отец это разные были ситуации, это разные люди. И не факт, что она сможет этот бизнес дальше подтянуть. Ну да. Поэтому Но в каждый момент времени мы же лучшего хотим для детей, да? Вот, Ну да, Да. база-то в этом. мы не знаем, что завтра будет, но мы в этот момент выбираем лучшее, как нам кажется, да, Да. по нашему опыту, Да. с нашим багажом. И мне кажется, это правильно. В тот момент, когда мы несем ответственность, конечно, мы зачастую, ну, наш менталитет можем Да. где-то перегнуть, Через где-то колено. сломать, Можем, да. можем, да. в педагогике мы с 2000 года. Ага. Где-то я уходил
из сферы. этого, да, в другие сферы, и говорил, В все, бизнес уходя. педагогика, По настоянию этих. педагогика не мое, я не хочу быть учителем, я себе, это с самого детства, у меня была эта идея, что я не буду, потому что у меня отец педагог, его братья, вокруг все. Что, династия получается? Да, я сказал, я не буду. А пока мне не сказали, говорят, ну как? По тебе же видно, что у тебя очень хорошо получается с Лицо этим. учителя. Да. Вообще, ты же учитель географии, да? Мгм. По второму образованию, первому психолога. Психолог. Мгм. У меня вообще самый любимый предмет в школе был география. Ну, не самый любимый, но как бы я очень Самый люблю. легкий, да. Самый легкий, самый интересный. Как сейчас вот заинтересовать ребенка в каком-либо предмете, ну, или география, или история, или физика. Ведь очень важно будущее, да, вот будущая профессия ребенка важна именно Давайте как? Как Из-за- вообще определить, да, будущую профессию? Да? нет. Нет, это тоже другой Я вопрос. хотела, Как я хотела заинтересовать, задать, да? как заинтересовать, ведь очень многое зависит именно от учителя. Вот я любила физику, потому что мне нравился учитель. Я любила географию, мне нравился учитель. Вот, вы сами ответили на свой вопрос, как заинтересовать предметом, во-первых, через личность. Через личность. Да, вот если человек интересен, то будет и интересно ребенку. А почему он был вам интересен? Потому что очень интересно рассказывал учитель. Он не просто приходил с указкой там. Да, из он карты. общался с вами. Он да. общался. У Он, него был диалог да. с вами, какие-то... То есть он заинтересован был, наверное, в своей работе. Ему самому, наверное, было интересно, да? Он сам был Заниматься. заинтересован в этом, да. Сейчас, вот в нынешнем столетии, очень легко заинтересовать, потому что много чего есть. Это сфера, есть сейчас новое понятие цифровая педагогика. Сейчас я потихоньку с ним знакомлюсь. Буквально это вот недавно родилось это направление. Цифровая дидактика есть. Мгм. И заинтересовать можно. Много вау-эффектов. И это может даже до бесконечности перечислять. Особенно вот мы когда были на различных конкурсах педагогических, мы уже, казалось бы, много чего увидели, и когда педагоги там, Чечни, Чукотки, Камчатки приезжают в Москву, ты стоишь, смотришь и думаешь, а что и так еще можно? Вот это да, интересно. Да? То есть это поле непаханное. То есть если не сложно через авторитет, через личность, тогда используйте какие-то техники педагогические, какие-то предметные техники, технологии, которые заинтересуют К ребенка. родителям. А родителям как быть? Если вот я хочу, чтобы Заинтересовать. ребенок занимался физикой. Хорошая А по школа, физике да. учитель, ну просто нудный, просто приходит, говорит вот такой параграф, вот такая задача. Мгм. Ну, с этим ничего не сделаешь. С этим уже ничего не сделаешь. Через другое, через прикладные. Самим. Попробуйте на стыке, потому что, ну, Попробуйте возможно, техники, да, сама потому что- физика, как вот сам предмет, будет, может, неинтересно. Тогда ищите соприкосновение с другими науками, через другие науки показать. Сейчас одни из самых перспективных профессий, те, которые рождаются на стыке разных, например, информатика и медицина, да, вот это за этим будущее, там, строительство и информатика и так далее. Если физика, с какими еще, может быть, с науками она пересекаться, чтобы это было интересно. Ну, С биологией, с астрономией, с инженерией какой-нибудь. Попробуй через это. Ну, если уже так не идет, то, наверное... Какая-то проектная деятельность, да, чего-то очень много сейчас в онлайне есть, там, я не знаю, исследовательских проектов можно подыскать. Возможно, Попробуй в через этом какие-то направлении. конкурсы, физику через творчество. Физика интересна через фокусы, например. Да, очень много вот химических, физических фокусов. Если, смотря какого возраста, если средняя школа, купить всевозможно есть такие, они ну, где-то дорогие, где-то дешевые, по 15-20 опытов.
И вот, Ну, то чтобы есть самому ребенок заинтересовывать, делал, да? Да, создавать Сам среду. работает. Ну как у нас, да, вот мы в среде, когда находимся, допустим, как язык легко выучить? Да, в среде. Поехать, да, 3 месяца и Да. Возвращаясь опять же к Как государственному Ирландия. языку, не надо и учить его, да, на нем нужно говорить. И то, что если дома говорят на русском языке, то и мы требуем от учителя красноярского языка, почему вы никак не научите его говорить? Конечно, не научится. потому что он им не пользуется. То же самое и получится из физика, просто нужно ребенка сориентировать. Этот учитель даст тебе базу, дает все, что он там говорит, сухие формулы, решения. Ты это Ну, тут усваиваешь. вот самим впрягаться, Да. да, нужно будет. Или есть еще, допустим, у нас там прикладные кружковая, да, работа. Если есть у вас поблизости, там у нас в Симферополе, допустим, МАН есть, Малая академия наук, там есть авиамоделирование, да, еще какие-то проекты, в которых В МАНе дети я могут По участвовать. психологии участвовал. Ну, как будто бы вы с учителей прям сняли всю ответственность, если честно. Вот по моему опыту я вам так скажу, да, вот я учился, и я... Я не снимал ответственность, я сказал о том, что первое, что я сказал, через личность, этот человек должен, учитель, это входит в его перечень функциональных обязанностей, что он должен научить, увлечь ребенка в том Да. числе. Заинтересовать. Заинтересовать, это является его непосредственной Мы обязанностью. вот сейчас затрагиваем такую глобальную проблему, и, наверное, каждый думает о том, что я смогу сделать, я не смогу ее решить. Или ты должен быть глубоко увлеченным человеком, да, своей Да. профессией, Да. или ты должен быть высоко мотивированным. Ну, я имею в виду в плане благополучия, да, финансового. Сейчас в педагогику не идут люди, которые ищут финансового благополучия, им нужно быть успешными финансово. К сожалению, у нас так устроена система, что, ну вот, допустим, последние годы как поступают? Медицина, юриспруденция, экономика. Ну, что-то денежное, да? По остаточному принципу. И ты, получается, ну вот ты не набрал баллы, да, куда идти? Ну, пойду вот день недобор. И эта тенденция последних лет, она приводит к тому, что в педагогику опять идут или очень увлеченные люди, у которых там, допустим, вот династия педагогическая, да, они видели там, родители с любовью делали эту работу, там, хотят нравиться с детьми что-то. Или идут люди, ну вот не поступил и пошел. В процентном соотношении, да, это... И, естественно, вузы выпускают людей, которые не мотивированы, они идут в школу не мотивированы, они делают то, что им говорят, но не более. Да. Да? И пока вот эта тенденция не изменится и не будет отбора в эту специальность, отбор может быть за счет чего? Зарплата сделать по 100 тысяч, Высоко и всё. мотивированные и так пойдут, да? Да. За идею, там, за Да, да. Ну, призвание. кто вовлечен, да, реально. А остальные, если у нас будут в педагогике люди с высокоинтеллектуальными способностями, с широким кругозором, да, высоко эрудированные, ну, соответственно, они также могут с детьми общаться, да, на этом уровне. Это качество общения другое. Кофе берите. Это я Да, спорил такой недавно с фирменным. на прошлых выходных. Ну, озеро там. По этому поводу с одной представителем педагогической деятельности сказал, что задаю вопрос, почему проблема? Опять столкнулись с тем, что вот учителя не хотят участвовать в конкурсах. Я говорю, в чем проблема сейчас, почему такие учителя не мотивированы? Я говорю, может быть, проблема в престиже? Да, я говорю, ну, что скинули нам Министерство просвещения? Там перечень каких событий сейчас год педагога и наставника. Там конкурс такой-то, конкурс такой-то. Ну да, сейчас 1 000 000 рублей дают победителю учитель года. Там уже какая-то стала мотивация. Это столько-то. В каких-то регионах рассказывали, на учитель года достали ключи от квартиры кому-то там дали, да, вот в региональном победили, все. И я говорю, может быть в этом дело, что почему у нас какое-то время, да, было, вот я помню, юристы,
очень такие престижные профессии. Информатика была престижная. Информатика, но она и сейчас, да, айтишники престижные. Сейчас вот айтишники. Лингвисты, по-моему, были тоже престижные. Престижные. Среди этих престижных профессий нет учителей. Учителей никогда не Вот Она говорит, ну, ты знаешь, не будут люди, которые идут за рублем, находиться долго в этой профессии. Я говорю, ну да, это будут какое-то минимальное количество, но их будет много, которые придут, и вузы смогут отбирать, когда они 5 человек на место, а 100, 200 человек на место, и тогда вы сможете их отобрать, вы видите, кто на что способен. Да. В процессе еще учебы за 5 лет вы сможете отсеять и увидеть, кто достоин дойти до финала, а кто нет, как в этом учителе года. Том же, да, сколько принимает участие. Ну, с финала-то имеется в виду выйти к детям. Да, выйти к детям. На урок. Потому что, ну, это самое ценное, что есть у человека. Ну, вот. Мы доверяем. Ну вот знаешь, есть такой момент, я еще со школы как бы думаю об этом, да. Учитель выходит к детям и их... Особенность думать еще и со школы. Ну, ты же не дослушал, о чем я думаю, может, ерунда какая-то. Просто, знаешь, я вот про что думал. Я думал, что вот учитель, да, он, получается, как будто бы берет часть авторитета от родителей, да, то есть такой важный, уважаемый учитель, как будто бы он что-то знает, много знает. И я наблюдал такую штуку, что учителя, которые, ну, грубо говоря, ничего не добились в жизни, да, как будто бы они и не имеют авторитет передать детям свои знания. То есть дети смотрят, и они интуитивно понимают, что у него там нет айфона, у него нет машины, и у него нет ламборджини, там, ну, условно говоря, да, они же все знают, там, гелик, ламбо, они все в курсе. Как будто бы у учителя нет авторитета передать эти знания. То есть вот такой тренд. И через материальное, да? через материальное, через статус. Потому что я вот помню в школе, когда мы учились, да, у нас были такие учителя, но не очень хорошие, скажем так, да. То есть, ну, было видно, что у них не все в порядке жизни. У них там один костюм, там 10 лет они в одном костюме ходят. И дети это считывали. Как я буду его уважать, и как я буду его... Я не хочу быть таким, как ты. Прямо, прямым текстом. Я не хочу быть таким, как ты, потому что у тебя 10 лет один и тот же костюм. Я хочу, чтобы было все круто, чтобы было все классно. Ну вот, условно говоря, я в универ поступил, и у нас по психологии была женщина, она приезжала за рулем, у нее была классная тачка. И у нас уроки психологии были очень крутые. То есть все вовлекались, слушали, там есть какой-то интерактив, все там что-то, активность. Я думаю, все интуитивно понимали, что она крутая. Она в Америку детей возила, студентов. Все таки думали, вот, хорошо было бы попасть, там она туда, там в Денвере была, там, тут. То есть как будто бы ты чувствуешь за учителем этот дикий потенциал, да, который вот, ну, она есть что ей сказать. И тут же мы берем там какого-то провинциального учителя, вот у меня по истории была Мария Афанасьевна, по-моему, ее зовут, и звали, значит, жива не жива, она такая старенькая. И над ней все смеялись, все там кнопки подкладывали, там что-то с доской делали. То есть они чувствовали интуитивно, что, ну, это не учитель, это что-то там, тем более там чему-то научиться или что-то такое. Вот как вот с этим? Поверить в ее То есть слова. получается замкнутый круг, да? Со стороны учителя нету 150 тысяч рублей зарплаты, там $2000, да, там $3000. И он не может себе позволить жить так, чтобы быть примером. С другой стороны, мы имеем детей, которые не хотят идти по примеру вот этих вот учителей. Вот что с этим делать? Вообще есть какое-то понимание? Ну, по крайней мере, мы уже говорили, да, что сделать себя гармоничным учителем, да, ну, у нас сейчас как, получается, после работы учителя еще работают. Ну, у нас есть понятие репетиторства, да. То есть подрабатывают. Ну, да. Широко оно распространено, наверное, да, вот не успевают в классе, там, надо математику подтянуть, пошли к учителю, там, надо еще. То есть этот момент уже за последние годы он репетиторство прям вот устаканился, да, так вот даже. То есть хорошо зарабатывают. Насчет хорошо зарабатывают, я не могу сказать. Ну, может быть, средний, вот чтобы, да, там, в магазин сходить, там, где-то что-то себе позволить. Насчет того, что насколько учитель, который проработал в школе, там, сколько-то, 6 часов, 7 часов уроки провел, да, и потом он еще у него сколько-то часов, и ему надо еще подготовиться на завтра,
там на послезавтра, да? Еще если у него семья. Вот, семья у него есть, да, потом он должен что-то, себя еще чем-то наполнить, чтобы потом из себя что-то вылить, да, каким-то вот увлечения какие-то, да, что-то вот, ну, элементарно отдых там. Да. Вот, если у него на это время, вот в этом колесе, Да. школа, подработка, семья, школа, подработка, семья, выходной, постирал, погладил там, ну, убрался, достроил что-то, если мужчина, да, там, может, какие-то решил технические вопросы. Ну и опять там, вот это колесо. Конечно, наверное, вот к этому осознанию, что, может, не все учителя приходят, когда там уже с опытом, что тебе нужно это время, когда ты должен отдохнуть и наполнить себя чем-то, чтобы было что отдавать. Да. Зачастую вот все вот привыкли в это колесо, и пока вот не наступает эмоциональное выгорание, там начинает человек болеть, начинаются какие-то там, не знаю, спотыкания, не начинаешь думать, почему это происходит. Ну, вот колесо. Вот в этот момент, да, когда ты не можешь элементарно, не то, что там вы говорите, там на гелике приехать, в школу, кстати, вообще, да? Сегодня гелик взяли. Ну, там блогеров. Цены вообще видели? Представьте, да, вообще крутят. Представь, учитель разыгрывает гелик. Тело. Итак, если Не вы... разыгрывают, а сам приезжает на гелике. Как Да. фильм «Физрук» же. Да. Разыгрывает. Откуда гелик вообще пошло, да? Это вот от Да, блогера, да, потому да. что разыгрывают. Да. Я говорю, представьте ситуацию, если учитель разыгрывает гелик, кто сдает экзамены на 5, участвует в розыгрыше гелика. Да, это было Да, классно. Вот, поэтому, ну, смотрите, здесь, наверное, все-таки нужно... Вот вы говорите, я вот обдумываю этот момент, что здесь дети считывают как-то вот больше материальную какую-то составляющую. Да? А что он? Учитель же не учит, он же не приходит и говорит, я вас сейчас научу, как надо жизнь прожить. Он приходит и передает только знания. Он же Свои хорош силы. в этом, хорош. И все. Он может быть, извините, один из самых богатых некогда владелец Apple, Стив Джобс, выходил вообще А как он в жил? свитере. Это все картинка для нас, в пользу бедных. Он очень хорошо жил, Ну, все у него было хорошо. Только его водолазка была, и все. Все остальное у него было люкс-лайф. Черный, Я вот какое-то время мы жили в Австрии, и там президент ездит на велосипеде. И... Ну, мне кажется, это тоже пиар. Вот, если Ну, честно. мне кажется, это здоровье. Мне кажется, это пиар. Ну, то есть, Ну, у них там просто развито вот это вот социальное, да, Ну да, направление. да, как будто бы это Поэтому- другой мир вообще, немножко не наш. ну, Я наверное, знаю. нужно об этом говорить. Просто сейчас дети очень ну, как бы зациклены на материальной составляющей. Мир Да. материальный, Дэн, мир материальный. У нас все измерения, все замеры, все Ну, то есть по материальному. для ребенка авторитетом будет тот человек, который ездит на крутых тачках Ну, или и... хотя бы iPhone у него там последний. А что, я знаю, у каких учителей у нас iPhone. Я не знаю, как они выглядят, но я знаю имя, у кого iPhone, понимаешь? А Это дети же тоже тоже- говорят, что... Да, да, ну конечно. Дети. Да, они говорят, вот у той учительница iPhone. Я такой думаю, так, подожди, зарплата столько, iPhone столько. Но видите, здесь Разница. это уже говорит об авторитете. Да, То есть это все, мы возвращаемся к личности педагога, а авторитет можно завоевывать разными способами. Либо ты выходишь и гипнотизируешь детей, и свое актерское мастерство включаешь, и они в тебя все влюблены, но ты при этом в старых штопанных носках. Либо ты приходишь и первое, что ты достаешь классный iPhone, И все. и кладешь, и все, и дети уже в тебя влюблены, да? То есть есть разные, вот тут, пожалуйста, педагог уже может выбирать. Географа была Волга? Или что-нибудь? Нет. Нет. В Москве Он же была ходил, наша физика. я в той Ему в дымоход картошки сували. Я в той школе училась 3 года, и у этого географа был коричневый костюм, такой вот рыжий костюм, и дипломат Ржавый. такой же рыжий. И вот, ну, я не знаю, что в нем было такое, ну, вот, наверное, вот это вот актерское. Было актерское, да? Какая-то харизма привлекает детей, да? Мне кажется, просто
они все пьющие люди страшно были, в наше время. Потому что у нас географ был с такими очками, и я сейчас понимаю, что он как будто все время пьяный был, я не знаю, вот он, понимаешь, такой вайб был. Фильм «Географ Глобус пропил» про него, да? Как будто бы, понимаешь, как будто бы нельзя пить, преподавая географию там в 5 классе. Я не Вчера знаю. попросили меня выступить с мастер-классом. У меня мастер-класс был об увлечениях учителя. Я говорил о том, что через увлечение мы можем завоевать авторитет у детей. Потому что и говорил о том, что я прям у студентов спросил, какое количество времени мы проводим. Они говорят, больше. Кто-то говорит, 11 лет проводит с учителем. Да, они только сами недавно со школы. Вот видите, представьте, как формирует картину мира учитель. Да? И вот через разные увлечения вы тоже можете. И я прям вместе с ними, я принес разные предметы, уже такая интрига. Я выкладываю туда, я принес удочку, положил, котенка такого игрушечного, раскладываю, потом там булочка, все сидят, не поймут, что сейчас будет, какие увлечения. А я показал, классификацию. И при этом говорю, вот сейчас я некоторые увлечения вообще никогда, вот рыбалку никогда не пробовал. Вместе с вами сейчас я буду их пробовать. И вот начал рассказывать об этом, закидывал там удочки, рассказывал и прям начал есть. Я говорю, кулинария, кстати, тоже является одним из увлечений. Да, они начинают там все смеяться. Я говорю, я понимаю, что это сверхнаглости. И там стоит такая бутылочка, и начинаю пить. И говорю, здесь вода. Я говорю, не верьте. А до этого мы показывали разные отрывки из фильмов. Кстати, тоже интересная история. Наш психолог Анастасия Мыскина в нашей школе, она показала образ учителя в разных веках, через фильмы. Показала учитель в 19 веке. Он сидит, мужчина, во-первых, да. И что интересно, мы стали обсуждать, я говорю, ты заметила, что 19 век это учителя мужчины были? В царско-сельском лицее одни мужчины были, да, и они формировали картину мира у подрастающего поколения, да. Сейчас вот феминизация пошла, образование, вот, и там учитель, ребенок даже с ним не общается, он сидит вот такой, там, поставил ему двойки, это вот такая пропасть. В 20 веке мы посмотрели на разные там, и «Большая перемена», и «Доживем до понедельника», по-моему, да, какой-то фильм, уроки французского, разные учителя, и уже немножко учитель, как, знаете, там передает знания, вот он стоит, вещает, при этом, да, уже немножко добрее, но все равно дистанция присутствует, да. В 20 веке там приключения электроника, уже дистанции нету, все, но все равно есть ощущение, что нет субъектно-субъектных отношений. Учитель субъект, а ученик объект. И она говорит, знаете, с какой проблемой я еще сегодня столкнулась? В 21 веке я пыталась, мы говорили об отечественных фильмах, потому что отечественные учителя отличаются от зарубежных, да, и она вот на примере отечественных. Она говорит, у студентов, говорит, я искала, и не нашла ни одного фильма, который показывает авторитетность учителя. Первое, что вспоминает, он говорит, какой вы фильм? Физрук, какой он? Прикольный, там приезжает. А наша Раша не вспомнил там, где учитель? Наша Раша, да, сдаем на занавески там, да, все. А если не сдадите на занавески, там... Или классная Катя, которую отправили в школу, она учитель географии, почему мы начали его смотреть, мне интересно было, что там за учитель географии. Что там про географию? Да, про географию там ничего не было, да. Но вот ее отправили туда на перевоспитание в школу, представляете? Вот. И она говорит, образ учителя сегодня вот такой он. Почему в 21 веке, и еще есть училка, она просто показала трейлер. Там доходит до того, что шоковая терапия, она приходит с оружием в класс. Это отечественный фильм. И они, да что вы там нам сделаете, пока она не выстреливает, и вот начинает. Там приезжает полиция. Это новый фильм? Да, в 21 веке. 70-е американский, там, где учителя приходили, банды вот эти. Вот. И ни одного вот какого-то позитивного. То есть размытый образ получается учителя, непонятно, да? Непонятный. Он не позитивный.
он какой-то, либо это немножко туповатый, веселый физрук, либо это какая-то разгульная женщина, либо это женщина, дошедшая до какого-то предела пика, потому что ей прям там администрация говорит, ну как ты можешь воспитывать детей, если ты свою дочь не смогла воспитать. Вот. И столкнулись с тем еще, кстати, что сейчас очень большие, огромный перечень требований к учителю. Да. Есть вот эти стандарты. Причем, знаете, есть профессиональные стандарты, а есть личностные стандарты. Есть врач, есть определенные стандарты. Он должен уметь делать вот это, он должен... Но не говорится о том, что врач должен быть эмпатийным, Да. он должен выслушать, он должен быть тактичным. То есть soft skills, да, должны Да, быть? этого нигде не... Должен быть креативным, строитель, информатик. Ни у кого нет второго этого перечня. У учителя официально прописано. Ты должен быть вот таким, ты должен быть вот таким, вот таким. Помимо твоих soft skills, у тебя должны быть еще hard skills. Камон, давайте 100 тысяч тогда. Где деньги? Да? Раз я все должен, да? Почему такая несправедливость? Почему к учителю столько требований? Плюс еще родители могут прийти и высказать... Не могут, а приходят. И приходят И свою родители, и фирму. дети, Ты кстати. знаешь, я знают у Гастринского читал 100 лет назад. Он писал, что так унижен учитель деньгами, так никто не унижен, государственный мужик. 100 лет назад. То есть это была такая, мне кажется, как-то политика, что ли, дискредитация полная учителей, как такого института, как такой формы, да, образования. Если мы там реально 19 век возьмем, учитель это вообще светоч, это человек, который знает, то есть он все знает. Особенно у нас как звучит оджа. Да. Оджа. А там Кстати, ну все вот дела. да, как в восточном, ну, Ну, восточный, мире, да, вообще. глубокое уважение Да, к... да, да. Мне вообще Ходжа. кажется, что это один, я вот не знаю, как это в крымскотарском языке, ходжа и оджа, да, тот, кто сходил в хадж, да, есть приставка идет. Нет, хаджи. Хаджи? Хаджи, Да, через хаджи. А. Ходжа А, это ходжа, хозяин. Это хозяин, ходжа. А оджа это учитель. Ходжа это учитель. Это немножко разные, Все-таки да, разные, да. корни. Мы буквально недавно, просто Лейла знает, мы буквально недавно разбирались в этимологии села у моего родного. У меня у одной бабушки Беш-Ходжа называется село. Мгм. И она говорила, что такая легенда, что это 5 мужчин, которые сходили в хадж, основали село. Мгм. А он как лингвист, как человек, он говорит, нет, это скорее всего неправда, потому что в арабском языке очень строго ха и хо. То есть если было это ха, это было бы хаджи, беш-хаджи было бы. Мгм. И мы предположили, да, что это беш-ходжа, то есть это люди, которые имели наделы земли. И так оно и было. У бабушки была земля, они сажали и нанимали людей. То есть они все трудились на земле. То есть, скорее всего, это беш-ходжа, то есть 5, ну как бы... Тогда возвращаемся к престижу. Возвращаемся, да. Но вот на самом деле, действительно, я уверен, что проблема учителей в том, что у них маленькие зарплаты. Это реально факт. То есть, если сделать там 150 тысяч, условно говоря, зарплату, то за какие-то года, буквально считанные года, полностью перевернется рынок. Потому что ничто так не возвысит статус учителя, как крутая тачка, как модные брендовые вещи. И вообще, вот я вспоминаю 95-й год, 96-й год, учителя приходили к нам на уроки, при том, что им по полгода не платили зарплату, Да. они нам рассказывали, что они получали зарплату червивыми макаронами, но что они могли нам дать, если у них дома выключался свет, им нечего было детей накормить, а им надо учить других детей. Ну, они могли Ну, отдать вам представьте, знания. какой уровень ответственности. Ответственность и Уровень. жертвы, условно говоря, это же жертвенность. Сейчас немножко другие задачи учителя, мне кажется. Это раньше учитель был, когда был дефицит информации, источником знания, он передавал знания. Да. Сейчас у учителя, на мой взгляд, немножко другая функция. Потому что информацию ребенок может найти очень быстро и сразу, буквально за считанные Какая это функция? секунды. Вот в этом огромном объеме информации уметь найти правильную Ориентироваться. информацию, ориентироваться. да. Научить мыслить критично. Научить мыслить критично. Выбирать нужное, научить искать. А если учитель сам не умеет Вот критично? этот интересный вопрос, кстати, и я много думаю об этом, потому что уже 2 школьников у нас.
Я думаю, что это ответственность все-таки на родителях. Критично относиться к тому, что К информации к информации в целом, что им преподают. То есть они не должны это воспринимать как единственно правильное. Они должны искать вопрос, задавать вопросы, искать на эти вопросы ответы. И, возможно, это не учитель. Я даже своим ученикам говорю, вот я сейчас вам какую-то даю информацию, вы тоже должны ставить под сомнение. Вообще все Почему это происходит? Почему он так говорит? Откуда эта информация? Да? Откуда этот источник? Что это за книга, да? Что это за книга? Ну, у тебя с географией проще, как бы, да, она сильно не меняет. Или сейчас тоже новые книжки выходят, да? Выходят, вышли новые книги с новыми картами. Ну, как-то это обязательно. У меня в списке вопросов есть гаджеты. Вот вам вопрос как психологам, наверное, к Эльвире больше. Что нам делать вот в этот цифровой век? Да? Как нам ограничить, или нужно ли ограничивать детей от гаджетов? И как нам поступать? Ну, смотрите, мы же детей учим там гладить, да, например, да? До определенного возраста мы утюг не даем, потому что движения не скоординированы, да? А в какой-то момент наступает, вот уже девочки наши старшие, да, они уже гладят, они знают, что выкол, вкл, там куда поставить. А мы же до этого им не давали утюг. Мы научились сначала пользоваться, потом дали, да, когда стало безопасно для их жизни и здоровья. Но телефон это один из тех приборов, которые мы должны научить пользоваться. Не запрещать, не отбирать, оно не есть плохо. Оно есть наша жизнь, часть нашей жизни. Да. Они уже не жили без андроидных телефонов, да, без айфонов. Айфонов некоторые не жили, да. И такие семьи тоже есть. Да. Вот. Если, допустим, мы не видели мир без телевизора, да, они не видели мир без этого прибора. И в этом приборе, в принципе, много чего интересного есть. Но научить пользоваться этим мы должны, и только потом дать телефон. Я думаю, что в связи с этой глобальной цифровизацией, да, изменением вообще информационных технологий, скорости передвижения по миру, будут изменяться и мозговые структуры, да. Если в онтогенезе разглядывать, да, там, с развитием человечества, одной из теорий, да, как мозг развивал, там лобные доли, да, сначала двигательные были больше развиты, да, потому что много двигал, преодолевали расстояние, там охотились и так далее, то со временем, да, то будет тоже изменяться что-то. Сейчас что происходит? В тот момент, когда мы делаем для себя ребенка удобным, даем ему телефон и все там. И сами. Нам сейчас надо время, поэтому возьми телефон и посмотри, что тебе надо. Сейчас. Пока я сериал смотрю. Минут 40 там, да? Час 30 там, пока я кино смотрю там. Да. 2,5 часа, пока это 4 серии там. Да. Например. Да, или там Хоншикер, да. посиди еще полчаса. Да. Вот. Итого 3 часа. Вот смотрите, есть у нас такой документ в системе образования и здравоохранения, называется СанПин, санитарные нормы, да, там. И в них написано, например, вот по моему вопросу, что детям 6 лет, 1 класс, нельзя находиться перед экраном более 20 минут в день. Это там пишется, потому что учителя тоже задают что-то сделать, например, или посмотреть, или что-то, да? Да. И есть определенные ограничения, сколько ребенок может экранного времени проводить. Это связано с некоторыми моментами, да, здоровья, развития, опять же, ребенка. Если в 1 классе там, до 20 минут в день, вопрос. До этого 6-7 лет сколько можно? Что мы делаем? Когда мы даем ребенку в руки телефон, мы развиваем его зрительные анализаторы. То есть он смотрит и получает мозг информацию зрительную. Там вот где-то она находится вот здесь, например. Это все развивается, да, там много таких нервных соединений, импульсы двигаются с бешеной скоростью, потому что там в доли секунды меняется картинка, да, вот это свет, вспышки, яркие краски и так далее. Там, звук еще, да,
Мы на слух воспринимаем что-то. Но зрительный анализатор доминирует. Что в это время происходит с двигательными анализаторами? Не Стоим, двигаемся. смотрим, сидим. Сидим, смотрим, Или да, лежим. стоим, смотрим. Как еще бывает? Едем в машине. Ребенок что-то воспринимает, там изменения в окружающем, пространственно пространственные, да, какие-то изменения. Нет, он сюда смотрит, раз приехали в Керчь. Да, о, класс. Да? Класс. Что там было до этого, Что да? там Как было? я И перетелепортировалась. как это влияет? Едим. Вот он едит, ест, и мы не можем по-другому накормить. Ну, я не верю в это, И честно. папа сам сидит с телефоном. Да? Да, ест. И ребенок. И он тоже не может. Да, Что но поел? что воспринимает мозг? Я смотрю, что воспринимает организм. Надо переработать еду или смотреть, что мне в это время. Мгм. Как потом кишечник, как это все работает. Или там сижу на горшке. Я не могу посадить на горшок. Не могу, все. Надо. Да. Что происходит в организме? Я смотрю, но никак не осознаю момент Да. важный. Поэтому можно все сделать без телефона, вот, если вы готовы трудиться. Если Ой, вы нет, готовы не подходит. трудиться после того, как у ребенка уже внимание, да, он не может там в первом классе сконцентрироваться, он не может 30 минут сидеть. Да, Россия. Он не может воспринимать информацию слуховую. Он не может сам себя заставить что-то слышать и понимать. Мгм. Происходит теперь работа родителей. Проблема. Как сделать так, чтобы он слушал учителя 30 минут? Если вы до этого не захотели трудиться, вам придется потом это все расхлебывать. Ну, вот схема такая. Мое отношение так: научить пользоваться, потом давать. А до этого развивать все, что можно у ребенка, вот эту базу двигательную, познавательную сферу развивать. Внимание, память, мышление. Научить это все там двигаться и работать, образовать эти нервные соединения, да. И потом, да, когда он уже знает, как этим работать, и что там искать, и как это делать, и для чего это нужно, тогда да, пожалуйста. Это мы говорим сейчас о начале. школке, и о дошкольном, и начальном. Да? Да. В подростковом Да. возрасте что мы делаем? Подростковый Ну, подросток. возраст, вот эти блогеры, мне не нравится то, что они смотрят. Меня раздражают даже их голоса, даже эти звуки громкие. Не то, чтобы там... Потому что вот эти короткие ролики, Да. и они еще и повторяются, и они еще ускоряют эту песню. Я говорю, ну она же, они реально так не так не звучит, они на несколько тонн Ускорили, чтобы она поместилась, Да. просто формат времени. выше делают, она А такой. что с мозгом И происходит? я слышу это. Я еще после школы, когда куча разных шумов, Звуков. да, и ты начинаешь говорить, а что ты там слушаешь? Это просто невозможно, тебя не раздражает это? Вот. Ну, мы говорим так. Хазан, пожалей свой мозг. Ну, несколько раз уже говорили. Ну что, прям ребенок поймет? Пожалей мозг. Да. Ну, вот я ей рассказывала, что там происходит, с какой скоростью, и куда потом это все идет. Ну, вот у меня Ну, один- не прям вот физиология, да? Там? Да. Но Мы говорим, что это никуда не девается, это все в мозгу остается. Весь этот мусор, говорит, ну, смотри, хорошая запомни. аналогия с желудком, да, то Да. есть когда в желудок что-то попадает, оно сразу выходит, а в мозг Да, все оседает. ничего не уходит. Я говорю, представь, вот этот, твой чемодан, и ты все туда пихаешь, да, оно где-то мелкое, маленькое, где-то оно острое, где-то мягкое, но оно никуда не вылазит, оно просто все увеличится, какими-то Ну, Мне кажется, память вот, есть функция Вы забывания. знаете, но мне это- кажется, что ребенок вообще это не понимает. Вот честно я вам говорю, я вспоминаю, почему? ну Можно не знаю, понять, вот у меня да. такое ощущение, что как будто бы они вообще пребывают в таком пузыре, в котором у них там никогда не будет проблем со здоровьем, они не понимают, что такое плохая информация, вредная. Ну, как может, будто бы- такие были. Ну да, я же про это и говорю. У меня отец указ говорил, одевай шапку, потому что башку простудишь. Я пока в 30 лет ее не застудил, я не стал шапку носить. Сейчас То у есть него несколько шапок. Не понимал. Даже по сезонным. Не, шапки я сейчас тоже не ношу, как бы, если Ну, даже- не так рьяно. Раньше видел в Просто- маркетинге, а сейчас что-то... Рубрика вернется. Сейчас, подожди. Не, просто понимаешь, про что говорить? То есть я все эти разговоры помню.
вот шапку носи, вот то, на бетоне не сиди. Ну, это не воспринимаешь вообще Человек ничего. это такое существо, которое методом проб и ошибок. Вот, и про это и говорю. Пока ты говоришь, не трогай утюг, опять же тот же самый Да. утюг, пока не обожжётся. обожжется, Да, все трое вот у нас обожглись, и сейчас У они нас не что знают. недавно Адель обожгла? Утюг, об утюг. Она прям хотела я обжечься, гладила. вот ей опыт этот нужен был. Потом она пришла, мне показала, я обожгла пальцы, Мгм. довольная. Да. Все, она поняла, Мгм. закрыли тему. Это Дальше. 3 года. Не, Нет, ей сейчас 6. Мгм. Ну, 6. уже, да. Вот, Не. может быть, ну, конечно, мы, как родители, не хотели бы, чтобы дети, да, опять же, через какие-то боли проходили. Ладно, утюг это еще такой маленький, а вот с гаджетами, Ну, это же не сразу понятно, да, да. там. Так как а мы же сами не навредили. знаем. Вот вы говорите, Мы же сами вот не знаем, как научить это ребенка пользоваться гаджетами, а мы сами умеем. Пришли домой, Мы же сразу сами включили, тоже да. ленту сторис, листать, видео, да? погнали. То есть мы сами Нам не умеем. самим себя тяжело ограничить. Куча новостей, куча Мы как будто шума. бы, мы как будто бы знаем, что плохо для ребенка, но мы все же это плохое сами делаем. Ну, я в такой момент, когда мне говорят, ну ты же делаешь, я говорю, мужской до моего организм формируется и нервная система до 25 лет. Мне уже давно не 20, у меня все уже сформировалось. Я говорю, а у тебя только все это происходит. Женский организм до 18 и нервная система формируется. Представьте, мужской до 25. У Мне нас кажется, еще- даже больше. Поэтому До сих женщины пор они корректируемся. и быстрее их нервная система уже созревает. Ну да. Мужской организм еще очень долго, да. Поэтому я говорю, ну как бы у тебя только это происходит. Давай до Вам 18 как будто бы проще, вот, ну, не знаю, проще это можно сказать или нельзя сказать. У вас вот, ну, он же один ребенок, да, и он как будто вы концентрируетесь на нем, всю вот эту мудрость, все. Ну, это тоже непросто. Мы стараемся на поэтому нее у нас не один ребенок. концентрироваться, чтобы она нам не сказала, Да. идите себе Идите еще в баню, кого-нибудь, да? Потому Дай что бог. такое тоже бывает. Ну, мы даем ей возможность какой-то выбора и личного пространства какого-то. А вот смотрите, вот у вас же есть много сестер, там, братьев, родственников, Племянника. много детей. Какие вот вы базовые ошибки видите в воспитании, в поведении вот у ваших родственников, без конкретики? Мы Что бросается в пытаемся глаза? не Естественно. не Но говорить об этом. Не намекать. Понятное дело, что Что надо. идеальные дети вообще не видим Да. ошибок. вообще. Родители у Дети. них просто Прекрасно. Просто Да. видите, если все нормально. Очень поименно назвать. Нет, ну просто они же есть эти ошибки, но вот как вот вы Вы считаете? знаете, вот их там 8 человек, и они когда собираются, они все настолько разные. А даже там у 3 одни родители, да, у 2 там тоже одни родители. И они все 8 Ну, разных. конечно, да, мы сами знаем. Да, это, ну, им настолько вместе комфортно, что мы не хотим своим воспитанием портить им вот это классно. общение. Классно. Просто Ну, вот они бывает, когда что-то они там спрашивают. Да, Ну, сестры когда, или да, братья, когда, если серьезно, когда там советуются или просят там подсказать какие-то, да, вещи, тогда да. А так, чтобы вот там декларировать что-то. Ну понятно. Или бывает так Бесполезно. вот ненавязчиво, просто говорим о жизни, и тут раз пошло, пошла тема. Можно так, можно О так. детях, да, и мы говорим, ну вот можно так сделать, вот можно так. Ну, на своих на самом деле это не работает. Мгм. Ну, как работает психология? Ты можешь рекомендовать. Да. Человек это может взять или не взять. Ну, естественно. Помочь человеку без его желания невозможно. Если у человека есть потребность в помощи, и ты вот эти рекомендации, да, вот он к себе обратился. Ну, вообще правило, одно из правил психологов, не работать без запроса. Если нет запроса, Да. Ты- Да, непризорно, да. это будет бесполезно, и ну, оно упадет в почву, в Ну, которой... как будто бы вот круто собираться, да, когда вот много детей собирается с разных семей, вот родственников. Вообще же это классное событие, да, когда они Это все очень. взаимодействуют. Ну, не знаю, наши очень любят, они прям ждут. Они очень Классно. любят. Они прям Я даже уже скажу, просят. даже у нас один племянник А есть, где вы он- все собираетесь? Есть, да? Ну, Пострадавшие. сейчас расскажу, да. Они очень вообще любят собираться в Золотом поле. Джалявкою, Кировский У район, у родителей. родителей, Знаю, да, знаю. большой дом, и они, значит, там любят собираться. Там еще больше огород, они там шалаши строят, что-то там То есть вы делают. их на лето отправляете. На лето так не получается, к Они, сожалению. но они просят, они любят, говорят, давайте просят. сделаем так, вы все
Ты хотела эту историю рассказать, да? Нет, я сейчас хотела... Да. Сейчас быстренько вставлю. Они говорят, давайте вы все взрослые уедете, а мы останемся сами. Мы будем готовить, мы будем убираться, здесь будет только без вас. Вот, а мы... Дедушка, наверное, да, им такую идею? Там причем от 17 до 2 или от 2 до 17. Ну, такой, да, это. У них была идея там устроить такой, типа, последний герой, выжить. Да, выжить там. Нам реально выжить. Там можно по огороду пройтись и выжить. И выжить, да. Ну, С медведками вы как представляете? Да. А у нас есть один племянник, он, значит, тоже любит в Золотое поле ездить. Особенно, когда там все собираются, и однажды ему так, значит, родители, вот пока вот это не сделаешь, там, убери игрушки, а то в Золотое поле не поедем. Там, иди быстренько, Ну, я знаю, да. да, там это сделать, в Золотое поле не поедем. А там еще что-то. И в конце концов, ну, я вот дословно вам не буду говорить, что он сказал. Ну, примерно понятно. Ну и зачем мне нужно такое Золотое поле? То есть, ну, ребенка, то есть для него это мотивация поехать в Золотое поле, и даже для маленького ребенка, да, что он там старается, что-то делает. Но это на самом деле, наверное, это вот традиция, которая создает вот эту базовую уверенность, да, ребенка, что Да. вот завтра будет Золотое поле, там, Да, будет... но в этой же игре, получается, формируются вот эти вот невидимые нити, Да. и они, когда уже взрослеют, они понимают, что вот я могу тому позвонить, могу тому сказать, и они все помогут, потому Да. что мы же все знаем друг друга. То есть вот это, мне кажется, самое и основное в Что человеке. называется, и в Корни. радости, и в горе. Да, Корни, это связи. вот и в подростковом возрасте это очень важно, чтобы ребенок знал, что в любой ситуации у него будут люди, Да. которым он может, которым он нужен, да, Да. которые в любой ситуации что-то. Это очень важно, и эту уверенность даем, ну, прежде всего, семья, наверное. Ну, конечно, взрослые же это планируют, даже тоже сбор. Это может так звучит просто, но это не просто всем собраться в одном месте. Это нужно, чтобы у всех получилось, у всех сошлось, там, они звезды сошлись. То есть это в первую очередь мотивация от взрослых идет. То есть, ну, готовность это вообще делать. Ну, мы же сейчас как, да, раньше, а вот раньше там к соседям ходили, ездили. Ну, я помню, прям в детстве мы ездили там к Вы знаете, родственникам, да, там на это вечер, ночевка, какой-то с кстати, признак ночевкой. старости. Когда ты говоришь, а вот Вот раньше, раньше. наше время. Да, ну я это просто... Я просто, да, вот я понимаю, о чем ты. Я понимаю о том, что ты о том, что сейчас мы так не ездим. Мы не садимся полной машиной и Да. не едем куда-то с ночевкой. Сейчас представь, кому-нибудь поехать с ночевкой. С Вы же ночевкой офигеете, вообще- вы чё? Мы вам бензин заправим, не знаете, да? Вообще, Да, не общаясь с знаю. вами, с вашей вот семьей, сегодня и всегда я думаю о том, что вы, наверное, вообще не повышаете дома голос на ребенка. Я повышаю, ну вот честно признаюсь, Повышаем, да, я повышаю голос на детей, и в первую очередь, да, высказывая что-то им в повышенном таком, да, тоне, я просто хочу им добра, я люблю их и хочу, чтобы они были лучше. И у меня получается вот передать эту информацию, да, какую-то информацию, именно повышая голос. Как избежать этого? Как невозможно? Ну, может, возможно, Как где-то. невозможно? Когда вот, знаете, Инстаграм смотришь, думаешь, ёлки-палки, такая идеальная мать. Так А она красиво соседка, да? готовит, А да? она соседка. Да. Ну, честно, не знаю. Мы тоже повышаем. Ну, когда это происходит? Когда ты кричишь. Ну, ты кричишь, когда, допустим, да, вот ты стоишь на этом берегу, а человек на том. Тебе Да, же, чтобы да. он тебя услышал, У вас надо нет коммуникации. докричаться туда надо, да? Вот ты кричишь, когда между вами расстояние, да, что ты боишься, что тебя не услышат. Вот тогда человек кричит. И ребенок тогда кричит, когда ему надо, чтобы его услышали, да? Ну, вот Но крик это же это неправильно кричать. Ну, много Главное неправильно потом кричит. объяснить, может быть, поговорить об этом, да, вот мы же все люди, и нам это даже и хорошо, что у нас есть проявление разных эмоций, что мы можем в какой-то момент взорваться, без этого. Но это разве не доминантное поведение? То есть ты как бы пытаешься криком объяснить ребенку, что ты как бы здесь пониже будешь статусом и слушаешь, что я тебе говорю. Это не в этом вопрос? Ну, смотрите, если вы это объясняете, что я тебя хочу задавить, Конечно. ты сделаешь В первую по-моему, очередь, да. или
Не знаю, вы сейчас же Ну вот вы объяснили говорите, по-другому. уберись в комнате, уберись в своей комнате. Простой пример. Ну, этот порядок в Ребенок не комнате убирается меня в очень комнате. беспокоит, Вот да. еще раз говоришь, уберись в комнате, ребенок не убирается. Уберись в комнате, ребенок не убирается. Потом идет крик, да? И тут два варианта. Или ребенок просто на стоп-кране вообще ничего не делает, то есть включая свой характер, Так и или он убирается, понимая, что у него нарушается коммуникация со взрослым человеком. То есть он же чувствует это давление. Или Вот. путем шантажа. Вы знаете Соловейчика? Знаете Соловейчика? Такой, он по воспитанию, с Психолог, детьми, да. психолог. И вот он, ну как бы я тоже его слушаю периодически, он говорит такую историю. Он говорит, вот я, допустим, проблема с обувью, да, у него много детей, и 8. обувь все время раскидана была. И он не мог эту проблему решить. Она всегда была раскидана. И он говорит, я начал сам ее убирать. Вот я прихожу, обувь раскидана. Я, говорит, молча все поправил, зашел. Поправил, зашел. Поправил, зашел. И потом каким-то чудесным образом наступает порядок. Кто-то тоже начинает это поправлять. Ну, это Нет. вот как с книгами. Он немножко не так рассказал. Дело в том, что он сказал, что вот пока дети были со мной, вот этот бардак, он постоянно был. И я думал, что ну, я ничего своей уборкой не добьюсь. Да, они вырастут А грязными. они выросли, и сейчас там кто-то живет в Америке, кто-то в Лондоне, По он всему к ним миру, ездит, да. да. И он говорит, меня удивляет то, что у моих детей идеальный порядок дома. То есть был бардак, и этот бардак нужно было просто пережить. То есть уровень доверия к ребенку, я сейчас вам просто один пример скажу, это запредельный уровень, который мы близко не понимаем. Они собрались в какую-то заграничную поездку с семьей, большая семья, и самый младший ребенок не захотел ехать, и они не поехали. Вы можете в татарской семье это представить? Там была такая ситуация, что Из-за он маленького никто не поехал. он всегда детей воспитывал как бы в таком ключе, что они должны сами принимать решения. И он им сказал, мы через 2 часа едем в аэропорт и едем в Америку. Берете у каждого свой чемодан, берете все самое Сами собирайте необходимое. свои вещи. Сами свой чемодан собирайте. И когда они все собрали чемоданы, я, говорит, пошел быстро просмотреть, что там. И самый младший взял просто с собой медведя, больше ничего не взял. И я ему сказал, ну, иди собери вещи, или мы не едем. Он категорически не захотел ехать без медведя. Ну и они не поехали. И они поехали в аэропорт, и, в общем, он говорит, я не поеду. Ребенок говорит, самый младший, я не поеду. И мы Ну, говорим, это все вместе всё- не поехали в Америку. Мне Ну, он кажется, же вот- инструкцию получил, возьми то, что тебе Да, надо. то, что и он нужно, уже и он это. взял. Тут, если сколько он, слишком маленький был, да? Вот. Ну, я не возраст не помню. 4. Ну, На маленький, месте отца я бы, ну, ты же знаешь, что Свой чемодан необходимо. кинул бы его вещи и все. Да, в свой чемодан бы собрал и все. Хорошо, дай возможность ему выбора, пускай едет с этим. Это же не значит, что он через 10 лет он будет с одним только медведем ездить. Понятно? Ну что да, да. Но здесь Ну, все да. правильно, да. Здесь он осознал свою ошибку. Может Да. быть, таким образом он уровень ответственности воспитывает, да, что каждый отвечает за Колоссальный уровень последствия за свои поступки, да? И, кстати, его И опыт. потом, может, какое-то было продолжение этой истории. Может быть, ребенок осознал и понял, что произошло на самом деле из-за того, что вот Он он пожалел, да. ребенок Что он пожалел, да? испортил, да, всю поездку. Ну, вообще, как бы там такая длинная история, он пишет много книг, и у него потомственно, у него отец Соловейчик, там на весь Союз был известен, тоже он воспитывал детей, там методики, все. И самое главное вот здесь, что ну, там такой основой проходит через все вот это его высказывание, он всегда считается с мнением ребенка, какого бы возраста он ни был. То есть он считает его равным. А если мы кричим на ребенка, мы уже выше, мы уже доминантнее. То есть мы имеем право кричать. Мы же на равного не можем кричать. Он скажет, что ты на меня орешь? Иди своей дорогой. А ребенку можем, потому что он ниже находится, статусом ниже. Маленький. Ну, Маленький, может беззащитный. быть, если ты ему объясняешь, что я срываюсь, потому что я боюсь, что ты меня не услышишь, или я боюсь, что ты меня в принципе не слышишь. Ну, это как в американском фильме получается. Ну, как бы, Вы- тут, У понимаете, нас сейчас нет такой рефлексии. У нас, У нас, я да. прав, все, я наорала, потому что ты плохой. Ну, вообще, вы вообще потом в же принципе, к про какому-то меня говорите. осознанию, Нет, я в общем вы же говорю. потом к какому-то осознанию приходите, вот все когда проходит, Да. и ты понимаешь, блин, я, кажется, перегнул Да. палку, идет какой-то щелчок, и ты нуждаешься в том, чтобы с ребенком поговорить об этом. Или
Или не бывает? Нет. Но как взрослый может признать свою ошибку? Вот представь. Ну вот тут, когда шкребет. Это да. Ты внутри понимаешь, что ты не прав. Но если ты сказал это ребенку, я был неправ, ты как будто бы сразу свой статус теряешь, и уже в следующий раз, когда начинаешь кричать, он скажет, подожди, что ты же в прошлый раз уже сказала мне все. Что опять началось? Сейчас опять будет Я извиняться. говорю про общую проблему, что у нас в принципе не принято ребенка считать полноценным таким же членом семьи и общества. У нас есть вот этот осколок патриархальной структуры, когда у нас аксакал самый умный, самый главный, а ребенок самый маленький и непонятливый. И сейчас мы это все проецируем. То есть у нас 8-летний не знает, что ему одеть, 12-летний не знает, она замерзнет или не замерзнет, да, там оденет там такие колки. То есть мы как будто бы все знаем про детей, и когда они не хотят что-то делать, там, допустим, я хочу одеть красные ботинки, а не синие. А мы говорим, нет, давай синий одень, там сегодня на 3 градуса холоднее, они более теплые. То есть мы как будто бы сами за них все решаем, а потом они вырастают и говорят, так, вот мне 40 лет, что дальше делать? А ты не хочешь с ним возиться, потому что ты уже старый, тебе это уже не надо. Как будто мы эту беспомощность сами воспитываем, да, с подробными инструкциями, а потом сами не знаем, что с этим делать. Да. Вот про что разговор. То есть мы же не воспитываем независимых людей, потому что это как будто бы вразрез к нам идет. Мы-то все знаем, мы же свою модель жизни ребенку предлагаем. Вот как вы говорите, да? Мы свою семейную ценность предлагаем. А вдруг ему это 100 лет не надо, наша семейная ценность. Ему не нужен участок там в Марино, понимаете? Он хочет жить в Лос-Анджелесе и все время в шортах ходить. Ну, в принципе, не нужно недвижимость, да, он В хочет принципе. ездить. А у нас это же татарская история. Участок, сына, ты что там? Дом. Он уже через 30 лет женится, ты что? Вдруг у него участка нету, как это вообще? А ему это 100 лет не надо. Он хочет поехать там куда-нибудь, в Таиланд. Не, ну знаю. жениться надо. Не, ну понятно. И эту ценность мы навяжем, да? Это ну, то есть, вот я про это говорю, да, то есть это какая-то больше взрослая проблема в этом плане. Ну, вы знаете, у нас и у нас, в нашем менталитете, и вообще есть такой момент, что мы не всегда осознаем, да, вот почему мы кричим. Или, Мы не хотим в этом копаться. мы не хотим, у нас нет времени. Нет, Да? нет. Мы не хотим там понимать, почему ребенок так делает. Сейчас это в психологии модно называть эмоциональный интеллект, да? Почему те или иные мы что-то чувствуем, почему так или так. И вот ребенка учим, да, чувствовать. Это мои надо мной смеются, говорит, ты сейчас начнешь говорить ему, ты злишься, у тебя нахмурились брови, ты сжал кулаки, ты злишься, да? Это иногда начинаю, там, когда кто-то из детей Да. чтобы ребенок осознал, что он, да, и вот ты описываешь со стороны, как он выглядит. И, в принципе, да, он потом начинает брови поднимать, и так все расправлять. Но это как бы, когда осознаешь, работает, и у взрослого тоже работает, когда ты там сжал кулаки. Вот, конечно, в состоянии эффекта, когда ты такой накрученный, ты не понимаешь, но потом, если описать, как он выглядел, тогда да, понятно. И осознает через вот эту внешность свою, что он, какие эмоции у него были и почему, думает, почему это происходило. Как только человек осознал, почему, вернее, как только он осознал свое состояние, начинает думать, почему. Вопрос автоматически. Опять же, это работа получается, да? Ну, Да, это работа, это работа Я над думаю, что ошибками. вот думаю, это конечно. пройдет. Вот о чем вы говорите, что вот Да. эта патриархальная система, что вот мы там давлеем. Все, мир настолько изменчивый, что мы сейчас даже сами не заметим, вот подрастает новое поколение, которое будет совершенно по-другому. Так она же инфантильная полностью. Она же, в массе своей, она инфантильная, это поколение. Ну, О нашем поколении то же самое говорили. Мы вообще, вот к поколению 80-х, 90-х, это вообще какое-то, казалось бы, перестройка, распад, нехватка, талоны. И Да. И? И что вот он сейчас бессонница? вполне. На детей кричим, ну все нормально. Ну, мы же не... Ну да, постоянно, бывает, не швыряем постоянно. топора. Да. Ну с кем-нибудь. Поэтому Нет. это все это преодолимо. Ну вот, кстати, вот ты правильно сказал, 90-е какое-то решение, какая-то нехватка, она же рождает гиперопеку. То есть, если у нас в детстве не было велосипеда, мы 3 велосипеда покупаем ребенку, а это прямой путь к инфантильному поведению. То есть, мне ничего не надо делать, у меня все и так есть.
Правильно? Ну, всегда будет то, что у него нету. Гелик, например. Да. Ну, это и Может ну, быть, это родители наоборот. Ну, тоже. это же исключение из правил, это не повсеместно, понимаете? Люди все настолько разные, что да, без этого это всегда было во все времена. Были инфантильные, но в произведениях Пушкина сколько было, это когда написано, сколько героев инфантильных. При этом они были богатыми, они были, все у них было. Да. Это же были списаны образы из реально существующих людей. Поэтому это было всегда, от этого не уйдешь. Что сейчас общество не возрастает, да, эта инфантильность? То есть среди детей вы же как бы на передке, что называется? Сразу видно некоторых детей, они троечники, бывают троечники, но они очень деятельные, и ты уже видишь, что у этого ребенка в жизни все сложится. У него очень хорошо, Ибн Ибн Мустафаев. Да. Очень хорошо развит социальный интеллект. Он, да, у него со знаниями не очень хорошо, но он очень быстро находит, выстраивает коммуникативные связи с другими. Он быстро умеет договариваться. Он не сделал домашнее задание, он ко мне подходит перед уроком, говорит, Эдемуджа, знаете, такая ситуация. Такая проблема тут. И я смотрю на этого ребенка и думаю, ему 10 лет, и он уже выстраивает коммуникацию со мной. Я уже его уважаю за это, что Я его он люблю. Да. приходит. Потому что дальше он не будет бояться совершать ошибок. И я вижу, что это ребенок уже не инфантильный. Есть дети, конечно, которые заласканные, залюбленные. Кстати, может быть, и любовь слишком много, это тоже не очень. Нет, Да, вот я нет? сегодня только ко мне приходила одна мамочка на консультацию, говорит, можно залюбить ребенка? Говорю, залюбить, внимания и любви не бывает много. Бывает, что ты балуешь ребенка, ну вот откупаясь, да, Материально. материальными, потому что ты не можешь дать внимания. Но смотрите, даже по садику, ты когда спрашиваешь у детей, что тебе больше всего понравилось там на выходных? Мы ездили куда-то. Вот для них событие, что они вместе, Да. вот всегда вот эта эмоциональная награда, она выше, чем Да, всё остальное. Это понятно. То есть, ну, вниманием и любовью нет, но вседозволенностью, да, неумением выстроить можно, нельзя, опасно, не опасно, можем, не можем, да, что понимание вот этого ребенок, да, граней каких-то. Вот это приводит к инфантильности, баловству, да, Ну, какой-то неустойчивости, да, там да, какой-то да. непонятность. А любовь и внимания нет. Почему? Или как ты? Это мне воспитатель у младшей дочки, Оля Лешкин, воспитательница, мне сказала, вы слишком любите ее, вы ее так залюбили, ну, просто начинает ребенок кашлять, и я ее оставляю дома, ну, до тех пор, пока она не перестанет кашлять. И вот она вот почему-то считает, что я ее слишком вот оберегаю и слишком вот люблю. И... Вы знаете, я наоборот беспокоюсь о других детях. Да. Как собаки кашляют Именно, вообще. именно И в так. детский сад приходят. Реально, вот лающий Я кашель. наоборот, вы не думаете, я даже, видите, специально своим графиком меняю свою жертву Да, ради да. того, чтобы другие дети не заболели. Я вот в этом. Очень хорошо работает юмор, кстати, вот и в воспитании, Ну, и не в знаю, общении. не знаю. И Юмор это такое дело. с людьми. Если человек не Ну вот понимает, смотрите, если ирония ребенка и нет, юмор, да, и сарказм, это разные же вещи. Вот сейчас у вас не юмор, это у вас уже такая ирония. ирония это Вот. королевой юмора. Юмор вы можете переводить и даже какие-то Нет, да, да. эмоции. Ну то есть, Хорошо работает. когда ты человеку показываешь, что ты хочешь сделать хорошо, типа, да, я же вам, Да, да. хочу хорошо сделать. Они это очень язык хорошо понимают. Но опять же, это же такая, знаешь, старая. Это, наверное, с воспиталка. возрасте уже. Да, да, женщина, да, которая, да. Она живет этими детьми, Да. то есть она хочет, чтобы они все ходили, там, посещаемость. То есть ее мотивация понятна. Тем более они же там всякие утренники делают, чтобы все там, все работало. Желаю, Ребенок что не пришел. Зайчик И лишний садики уже нравятся? Нет. Она хочет ходить с нами на работу, она хочет ездить к бабушке, она хочет проводить дома. Короче, она взрослой жизнью хочет. Она хочет взрослой жизнью. Ну, я жить. почему спрашиваю, потому что, да, это как бы от непроизвольной реакции, там, допустим, одно дело вирусное,
Нет, это моменты понятно. проявления. Она Другое любит дело, вечером, да. она вечером говорит, «А давайте температуру мне. Каждый вечер мы меряем С вечера температуру. договаривается. Только не рукой, а градусником. да. Поцелуем еще, может, так. Да. Да. Последний вопрос, который я хотел бы сейчас сжато мы его обсудим. Есть ли какая-то методика или какие-то ходы, чтобы выявить в ребенке его талант и его как-то развить? То есть распознать, увидеть, за что зацепиться вообще? И можно ли ребенку доверять в его личном выборе то, что ему нравится в детстве? Ну, я считаю, что нужно дать возможность ребенку пробовать. Мы можем же это? Можем, а он же не знает, это он в этом мастер или Он он не знает, поверхностный? да, он не знает, но пробуя, да, там направление спортивное, творческое, там научно-исследовательское, да, что-то, мы можем нащупать интерес. Есть, если спорт, это физиологические, да, данные какие-то, да, есть предрасположенность. Сначала пробовать. Ну, это, у нас есть время, там, Да. начальная школа, да. Потом уже, когда ближе там, к 9 классу, мы уже смотрим, опять же, можно сделать диагностику. Сейчас очень много есть тестов онлайн в профессиональной сфере самоопределения, да, ребенка. Но у нас как, вот, допустим, происходит? Мы, как родители, которые, там, я не знаю, как родители, вот я не поступила в медицинский, мне надо, чтобы вот... Но вот врач нам нужен. Да, семье. врач нам нужен обязательно, вот, поэтому, Хазам, ты вот тебе, я так делала, там, энциклопедии по анатомии, значит, мы это все открывали, медицинский набор, халат, это все мы окружали, это я среду создавала. Как получилось? Да, мне ребенок сказал в какой-то момент, когда я говорю, Хазам, биология, надо ее учить. И когда пошла биология, говорит, она-ка я все знаю, я медиком не буду. То есть она уже то есть я понимаю, что вот она немножко брезгливая, там, Ну, это она важно. не видит, там кровь ее там смущает, да. Я понимаю, что, ну, до первой анатомички там это продлится, возможно, через мое давление. Да. Вот. А дальше куда? Дальше что делаем? Дальше пробуем. Ну, вокал, да, ну, танцы. Ну, вот сейчас художественная школа пробуем. Вот ей нравится. Она может, я смотрю, потом она может после художки сидеть там, рисовать, там что-то у нее, скетчбуки изрисованные, подружки дарят. Я уже вижу, они же знают друг друга. Дарят там ей эти линеры, скетчбуки, какие-то вещи, там пастель. То есть, ну вот, присматриваться, да? Уже мы Попробуй, видим, да, там, Смотрим, если допустим, какие-то вкусовые предпочтения, что-то в плане дизайна, вот пытаешься, давай вот сделаем так, выставляют какие-то композиции. Фильмы, например, какие-то смотрим, вот, смотрели, допустим, программу о кондитерах. Все, вот, прям заглатывает. О, хочет что-то, и сразу видно, что что-то хочет делать руками. Значит, есть какие-то предрасположенности к кулинарии. Да, говорю, давайте попробуем снять блок. О, давайте, это интересно. И щупаешь, просматриваешь, где интересно, где нет. И потом с животными то же самое. Вот, очень хотела котенка, получился, все, вот котенок. Ну, да, там, думаем, хочешь дошли до ветклиники и лечить, поняли, что да. ветеринаром не будет. Попали в ветклинику, да, когда посмотрела, да, значит, это не ее. То есть в процессе, используя разные какие-то моменты, которые происходят в жизни, сразу нужно вот понимать, ага, это подходит ребенку, это не подходит. Память хорошая, Да. языки учит, да, ну, хорошо запоминает. Билингвальный ребенок, то есть уже есть такой момент, что она там третий язык, ну вот английский схватила, сейчас добавим еще язык, да. Немецкий То есть, изучает тоже неплохо. уже язык это как добавка к профессии, допустим, да. Ну да. Да. Сейчас увлекается там рисованием, что в цифровом направлении, потому что будущее за цифровым, да, все-таки у нас востребовано, да. Вот При этом мы не умиляем достоинства вот живой культуры, да, ну, я имею в виду изобразительного искусства, да, и так далее. Вот ты скульптуры. увлекаешься, Ну. рисуешь. А давай попробуем, может быть, что-то нарисуешь на планшете, давайте скачаем такую программу.
А вот тут есть еще, смотри, Тут она курс. блогеров начала смотреть. Курс, да. да. А вот этот блогер что-то рассказывает, как раз. И все, я смотрю, уже начала раз. А давай посмотрим, зайдем на Headhunter и посмотрим, сколько зарабатывает этот человек. Он говорит, все, завтра я начну это. Я говорю, а чтобы это делать, нужно делать вот это. Да, у Я нас говорю, а знакомая, представь, да, что ребенком- если ты английский изучаешь, а если ты еще немецкий, а если ты испанский, я говорю, ты можешь вообще не ходить на работу, ты можешь поехать куда ты хочешь, Да. отдыхать там, жить в теплой стране и работать на фрилансе. У нас прокатывает теплая страна, потому что она спит в носках. Да, и Да, И она любимый начинает человек. задумываться, слушайте, это я могу, вот зарабатывать столько, вот это. Я говорю, подумай, через сколько ты можешь купить, а что ты хочешь купить? Вот это. Давай глобальные какие-то. Ну, например, очень мечтает дом у моря. Говорю, сколько это стоит? Вот столько-то, давай, так. Сколько тебе нужно поработать? Слушай, И ну всё. это прикольно, когда конкретно, Вот, конкретика да. есть. Конкретика очень важна. Мы сейчас с детьми в 11 классе делаем один проект. Называется он «Целься или преврати мечту в реальность». Да, вот даем понятие. Мечта, Да, когда- цель, чем когда что-то конкретно, отличается. как будто бы уже понятно. Тайм-менеджмент, вот эти все как бы такие фишки какие-то, планеры, эти онлайн-планеры, умение вот это вот разбивать большую цель, то есть какие-то фишки, которые они, у них сейчас же ЕГЭ впереди, а там объем материалов это просто, и им нужно вот это вот в системе все, хотим им немножко помочь, и вот это классные фишки, между прочим, и ну, я для себя тоже какие-то вещи открываю. Да, Это взрослым тоже неплохо работает. было бы. Это Составить работает, цели. И ты- Работает, когда ты четко знаешь, сколько, да, это тебе нужно, времени, денег, там что-то, чего-то достичь. Ну вот, кстати, с Headhunter классная тема, идея, потому что она прям четко отображает вот нынешнюю ситуацию. Ты Да. заходишь, смотришь, какой-нибудь там UX-тестировщик получает 300 тысяч рублей, то есть ты понимаешь, да, менеджер по продажам там 40, и там какой-нибудь айтишник не сильной руки, да, там средней руки, там 200-300 тысяч. Ты в принципе понимаешь, что где что. А это тоже важно. И у нас знакомая, значит, как мотивировала сына в медуниверситет. Очень толковый парень, и, значит, она его повела к больнице, Мгм. хирургическое отделение, и показала, какие-то машины стоят. То есть, ну вот, да, такое, то, что вы говорите, на чем приехал, да, и Да, да, такой да, момент, что, ну, как бы для молодого человека это мотивация. В данном Да. случае, сейчас они Слушай, подростки, но тоже мотивация. Это прям, ну, это как будто бы вообще для всех нормальная мотивация. То есть, ну, Ну, это, благополучие. то есть, это, да. ну, И ты говоришь, что вот смотри, я на уроках, например, вот привожу пример, когда я говорю, смотрите, вот берем дворника и айтишника. А все дети очень четко знают, сколько кто зарабатывает. Я говорю, что необходимо делать дворнику? Он говорит, ну там подметать. Я говорю, поднимите руки, кто умеет подметать. Все. Говорю, что айтишнику нужно? Вот это, поднимите руки. Ага, я говорю, видите, это более узкий специалист, поэтому он стоит, его услуги стоят дороже. Я говорю, чем уже будет ваши запросы, ваши навыки, тем вы дороже себя сможете продать на рынке. Как бы Чем это ни профессиональнее случилось, быть в да. этом направлении. да, и еще есть такой момент, что чем быстрее можно научиться профессии, тем Вот. чем быстрее. Я ребенку своему говорю, смотри, мы к 40 годам, мы еще продолжаем строиться. Ты вот этот путь, эти 20 лет, ты можешь сократить, Да. и вместо вот этих 20 За богатого лет, замуж выйти, да? Ну, девочкам, да. Социальный лифт такой получается. да, Но у них же сейчас просыпается такой, я сама могу, мне ничего не надо, никто Да. мне не нужен, и все это, да. мы сегодня даже... Это мотивация, кстати, тоже, вот знаете, на стыке профессий, то, что Адам говорил, языки, ну, я вот по своему, да, примеру приведу, художественное, изобразительное искусство плюс языки, да, мы совмещаем и договорную именно лето, ты месяц смотришь ролики на английском языке, там по, допустим, арт, какие-то есть там кусочки, ты можешь рисовать, но только на английском языке. И вот договор, тогда ты сможешь заказать себе что-то там, что ты хочешь на такую-то сумму, да, такой-то, ну, тут получается она понимает, что она может на языке смотреть там то, что ей Классно. интересно. То есть, ну вот, да, как мы можем вот этот навык развивать. Когда объясняешь, когда что у тебя шире возможности, у тебя там... Ну, я понимаю, что это все такое еще. Не, ну, Разговоры, ну, но нормально.
вот так, по-другому. И сейчас мы тоже, но наша задача как взрослых, кстати, у нас недавно был с 11 классом завтрак, и мы пригласили людей, которые прошли через экзамены, как они прошли, какие-то фишки, какие-то лайфхаки, да, вот что им за этот год, за 11 класс, они пригласили ученика, который сдал на 100 баллов ЕГЭ, пригласили родителя ученика, который, да, как они помогали. У него И такая вот медаль, да, на груди. У родителя. У родителя, ну, гордость, да, гордость, потому что в хорошем вузе ребенок учится, и она говорит, мы распределили обязанности в семье. Мы, взрослые, отвечаем за создание условий, за комфортные для обучения в этот год, да, без эмоциональных встрясок, там, комфортно для образования. И мы отвечаем за выбор базы, куда он будет отдавать документы. Они там шерстили отзывы, потом возможность, в какие экзамены, как поступить, какие шансы, при каких баллах. То есть вот это, да, они все делали. А его задача была вот впахивать, да, какой-то объем, который не тупой должен быть, да? Да. Тут на видно, них что ли? и родители Но тоже это- научно подошли. Да, это результат усилий всей занимались. семьи, да, Всей получается. семьи. Ну, они там как-то, да. Ну, я в этом увидела такое распределение сил, обязанностей, да, Да, каких-то да. взаимодействия. Да. Вот. Ну и ребенок сейчас довольный, он как бы добился успеха. Я не скажу, было это навязанное или не навязанное, ну, вуз, в который он поступил, но они, по словам мамы, они учли его там, технические возможности, да, чем он увлекся, и возможности интеллектуальные, да, насколько у него вот развито все внимание, память, Ну, они мышление, еще на как что бы он адекватно, способен. да, тоже к этому подошли. Да, то есть, ну вот взвесили Здесь все впереди. за и против. Ну, естественно, вот вы спросили, да, на вопрос, как помочь ребенку самоопределиться. Если вначале мы пробуем, смотрим интересы, способности, интеллектуальные, физические, да, мы учитываем, и потом объединяем несколько сфер, где ребенок может быть успешным. А дальше уже шерстим и смотрим. Короче, и тут работать надо, да? С 8 класса уже нужно начинать. Ну, Все вот просто вот не вы уже- получится. не А, у нас получится. еще год есть. вы в А. 7 классе, да? Ну, слава Богу. Мы на самом деле очень много уже об этом думаем, даже вот с 6 класса. Почему? Потому что у нас вопрос после 9 Камиле уходить Или остаться. или остаться. Потому что у нас она довольно успешно занимается музыкой. Но тут вот тоже вопрос. Как бы в наше время было так, что если, например, мы выбирали какую-то профессию, то это вот, ну, как бы на всю жизнь, да, такое понимание. Ну, может, что-то еще присоединяется, да, вот. И не хочется ее ограничивать только вот музыкальной, например, сферой, там все довольно ограничено. Она как бы занимает время много. Много Если дальше времени не сейчас развиваться. занимает, у нас много усилий, и мы постоянно думаем об этом. Как бы. Ну, вы Правильно знаете, ли мы- какая цель? Это будет учитель музыки, либо это будет вообще музыкант? самый сложный вопрос. Это самый сложный вопрос. Учителя музыки в музыкальной школе, ну, это опять же таки зарплата низкая, отношения, да, вот эти вот требования, целая куча у них. В общем, мы в процессе. Ну, Ну, ей нравится. Ей нравится, но с другой стороны, у нее вообще нету другого выбора, потому что мы ничем другим не занимаемся, очень много Все времени остальное занимаем. платно просто. Очень много Эмоции, времени вот занимает. рациональность, Ну, я тут успокаиваю себя, что она может потом переучиться, или может пойти на логопеда-дефектолога, там вот тоже. Но есть много ставится. смежных профессий. Есть, да. Много Я так смежных мечтаю. профессий. Поэтому и ну, это очень востребованная профессия. сейчас, да. Сейчас, да. Опять же, это, да, на стыке. Вот, психология, музыка. Сейчас философия, все да. перетекает во все. Сейчас нету Поэтому специалиста вот прям в узкой. не страшно. Я же тоже не изначально учителем не был. Я психолог по образованию. Потом мне нравилось путешествовать, мне нравилось по ходу я понял, что мне нужно как-то это можно перевести в какую-то деятельность образовательную. И я пришел в школу, и по новому законодательству нужно обязательно, чтобы в дипломе был учитель стояло, Да. потому что преподаватель, даже если у тебя стоит, ты не можешь работать в школе. Должен быть обязательно, в дипломе написано слово «учитель». А, у меня преподаватель написано.
Вот, тогда вам Если нужно вы придете в проходить школу. Тогда вы не сразу. Да. Да, Школа сегодня Опять учиться. Как у нас знакомый говорит, у меня 3 диплома и везде преподаватель, и я не могу работать в школе. Представляете? Но это как бы защита, это защита от школы просто. Да. Поэтому Ай, в общем, Саунс, что пришли, я думаю, что какие-то темы мы затронули, что будет ну, интересно. надеюсь, мы дали какие-то Да, практичные, да. практичные ответы. Я что думаю, можно что, использовать. я думаю, что люди, которые действительно интересуются и озабочены этой темой, они что-то для себя подчеркнут, да и мы тоже для себя Да. подчеркнули. много. Поэтому Саунс, что пришли, нашли время. Время сейчас самый дорогой, ценный ресурс, мы это понимаем, Да. детям пытаемся объяснить. Поэтому очень рады были вас видеть. Всегда самое. Приходите еще. Вообще у нас тем много вопросов, тем да, много, тем много. поэтому Да. Да, по я мере вот ехала и возможности. думала, меня так сейчас волнует вот вопрос. Буквально вчера пришла одна мама и говорит, представляете, в этой школе так много задают татарских слов, так много, еще и стих задали, мы не можем его выучить. А он Иван, да? Он не Иван. А, Очень интересно, что он не Иван. Он Сулейман. У меня глаза расширяются, и я вот это ханап халды вот здесь. Вот. татарские слова, интересно, это что имеет в виду она? Да, и вот я ехала и думала, что мы эту тему обязательно затронем, потому что это настолько Это тема отдельного животрепещущая подкаста, вообще, я серьезно говорю. и Это, настолько огромная разрывает, тема. что это огромная тема. Нас Ну, вот очень актуально. приглашают еще на один эфир, и Так. там прям вот вопрос об этом, Куда вас приглашают? образование А, в Меркес м. приглашают туда, и прям вот Не, Меркес можно говорить, здесь как бы Да. это не запрещено. Здесь, значит, у Там вас скажу, будет- но здесь не запрещено. Как вы придумали, что здесь две «М»? Дважды Меркес. Ну, там мы так прикалывались. всё. С- Два раза. Не, хорошая площадка, обязательно сходите, потому что эту И тему... там вот вопрос образования у крымских татар, крымские татары в образовании. И ну, мы столкнулись с тем, что, оказывается, все-таки очень многое и от родителей зависит Конечно. сейчас. Вот это письмо я бы написала. Я вот жалею, что я не сфотографировала, так красиво было все сформулировано. Так можно найти там же. Найти можно, Люди да, живут, да. просто. Ну вот как бы такое послание. Она была, ага, если хочешь, начинаем с себя. Вот Да. поэтому. Да, Саунс. Саунс.